мечадери, прочвахгины мясом сони, тибетский чарец, монах водючий, хищ дол Меттегас, где какие люди живут, какая вода там, где тихая вода, там люди тихие, где бурная вода, буйные люди, что горячие. Шайги из природы хажин, цаги юкшие поведение. Тебе монах Шхуолцагас, он для меня это не такой авторитет. Норчи всю жизнь говорили «Шиметти хаджан», «Шаашвал метти хаджан хулсак». И так оно и есть. Это же они наблюдали, наверное, поэтому так говорили. Бывает склон такой вот между горами и низменностью. Это какое-то непостоянство, да, вот схождение. Вот эти люди, как обычно, цуметты аджан тоже непостоянство преобладает. А в горах это уже другой характер. На низменности третий характер. Так что тибетские монахи ничего не знают по сравнению с древними чеченцами. Постоянно, Самый древний, не швой дуба, ногчи дуба, всю историю. Это Мусундер вен лом алилаха равни алилаха мичина лилха нахло адмиш ногчи мичина чака вол нормально. Ну хар хок вариант. Чаквал рубо, да, это уже неправда. Хок цивилизации, тем более. Саму тевитруац. Дикчен ойлаеш, да, Эрдувай. Да. Din çuhun diyeçdu. O iguç dakkardı. Mastışdat. Zaten teki dengi. Sel içmaları. Sahülür sağım kreatör. Samuel duaş el vahşruatör. Al moeder sevitske sözür. Mual stöppel. Ha ne böyle propaganda. Mual şetihe wal şuar izi evdi. Maler açot muşker. Mual on dolcun bula çit o eko. Просили МНДНС. Швац, мясо. Ветеран, немцы идут боевое население. Шону. Булат, марш войл. Булат, связи с мясом. Али, тоже. Что-то связи нет у него. Маршрут был. Ава, чем соверили его? Мил. Сарем балацер, массумана резуша был. Арби галчан. Соверки, что соверить. Да, дик даш, один дуешь, просто ему там дегат, что я зиндую, что он резуша бош, да, на идеологии сидит, там молодый, что он да. Что гуляешь, он второго целись. Халу, что чувичи, ладу, полные, умуды, ага, сам. Просто чуви, норим, Чувенчан, первый раз, что мел чувенчан, ладуш. Каба таманис, ладуш. Весь сур, я здесь проверять, то веч. Дуйдайте боже. Тецвальце положение, да? Ишь, кочукач, мауиза, ишь наш махулик кочубякан. Чен шума, да? Вот Сейнт Хумцага, тель, я молча слушал, да, я задешь, проверял это все. Во, он, в чабош, мады, вот, ешь, ваца, аж ешь. Проверь, не верь никому, бож, аж мады, куча. Шуян, я зинтала, дегга хуман резушам, что вальди, а жича, бенцо. Мама, пойму, я лирю, а жич. А, не, обязаны мада, тибо, набулаешь. Ты дилан мада, мода, сон ты дилан, докон тебе разрешено это. И хазыл, ждуется гнет юкарда, а двичтешь. Изи молочный брат Хиллари, там, каде мада сега дег. Не, уже ты, не, наверное, тихо, это лишь выше, алицон, бохки, бейш, дохки, там, хаиздай,
Nano избавить мегат хаязин маду дега. Кое-то придумать, я что мадаться, магин румш мадуш. Лейш так убьет шхели суны и сам поймали, что да. Кигу вяч, цало и дарец на вас, дарец на цало и дарец. Дарец чизучу, дарец шен. Да он трется на хай. А гелгершен давили ар, а вижешен давили шимейл хилбалон бяну сагу. Ах, какой день так лейш так убьет шхели, там ерди не вырнется. Эш, мабу бега, эш, мабу себя бег. Если он родственные отношения между вежри и жешен, ну, когда ходишь и все, худин дуис. Хир дешевч, гелгалош, на дошевч. Вы ночел сдош, мада цавия, ночел и оджи. Милварсу вючел, макалов вючу. Макалов дин дючел ешел на ростук. А ночел дюч молодц макалов. Бусел дин бош, аж мовуер, да, аж нашня, это аян жалица, вильшу. В Италии, ой, там где-то, сам первый раз ничего отец, али, мега te Ļoti žaldu. Ez makálló bors, ez tém co ütség bechkum belaj ortan. Co csukujus bol nach bácar, ca vözt boc nach isther bubár, co din dadala. Idder co dőcök. Un din te mau, din te давала мол, макал din düç аш mau. Ica bár, co din cahala, et na lieloštek dui, iher du bár, co ju ascengéler, co der. Din dolsá lieloš dart, et na jom co csukujus vörsel. Как раз ношила düç мавать и макал, как раз din düç лешу. Я чую иногу din düç. Сам позиция ватиши. Din te беш хилыш гин коиндыш. И шел там, первый там добельшем гинокоин, din te чах белш бубош, беш баца, лилина гинокоин. Ljochak makálló szicalc lusdol trochetážnej salom dárci, in salom maršal došli goli lusdol vidioštā. Ишь массу демократчиков, был потихоньку. Салам маршал Бош, да было его маршал Бош, да было. Его канал демократ, 4-6 Бош, да было. Более умные сразу перешли. Рамштейн, ну, маршал душе. Агуша у вас. Марш вол, бер хоча умер, су Рамштейн, лезна, моча. Я ну Рамштейн, ну видите, Молодош. Terhe uiti, Terha tam, Moskva. Пера даджа да ицарви носо. Dünya gorg madu, şehir mada. Да. Холча, тер ладело тигай, тика чалу. Dünya tak gurma darı Да, да. Мачкала, даешь, бори истер, даешь гобар, скайповский статство, когда начал северный гобар, мачкала, даешь. Вино кажу. И милые, Хоча. вистова. Клависла. Море та Соча Адлера эца. Крабл, док крабл, дадючна, ишт хадохна, исак по чуть-чуть, хагуч долш, ишт док. Дадюч ишташ горги oldu, дадючна, ишт. Başladı maserge oduşlarda. Маршал. Black Wolf. Маршал Ариборз, Маршал. Плоская или круглая, не бачу, мясо чудаючи. А? Земля плоская или круглая, не бачу, мясо Круглые, дольчтерду, значит, заболча, тера, надела, что, значит, идея, значит, горг хукар, скорее всего.
Город, Конечно. да, в форме, да, страусиного яйца, да. Это неоспоримый факт от Закирнайка. Hadi вечна суны горг хитер ist qayıldol. В общем, güç da değilir. Горг хитер. Etsa горг var tişir. просто لقمة حلوة شو خيتر داتهم. Ama lek bert halavel, o lemiş halavel, yok şoysam. Akkasa girma. Ditte var ya, ditte. هذا اللي تأثير مو نبى ده وش تتريتش تشيت أشتو سبعة ده تحلقوش اشتدو جينين حجوز. Ne aşağıya oluşlar, kaydı ne bada. Kaç eli o zaman diyor zaminiyeti halı, kaç eli boş değil mi o at? Oz. Mile? Kaç eli oluşta değil mi o at? Major. Is de ötsen deko is Roman is veteranin seljord komen çoğusa. Hem diye o ya kızdı. خذي Kaç نفسه eli خذي var? Hiç نفسه. o zaman ويا تيك توك ролик классы, да, 20 часов надо, почти под 80, за 84 тысячи так ается, да. Качели Гелгнеру, да, А Гелгнер, уй, Гелгнеру. бачу yurtta da var. Galvelin temet, tun şiçe mu Gelgneru. Yapma şöyle. Bitiren, evet, şu oldu. Evet, bачу yurtta da var. خذي نفسه ده. İnanışta vidini kuetin havu şu şey yok prihodir. Sabah derste yediğini verler, hem o. Azıya yatırıyor onu, rолик. Пятничный ход бьет, а он ерел. Хет biliyor. Korma da Açça, Yegoş, aşık sözü, Gerçekten. açça, Yegoş. Ama что разбандина. Ezen biri bitünya, belki mu baklası, sözdeki etson, ya uyuşumu etson. Ahmadas. Уже خبر دوتش قطع الزيت عيون تشي تقدم دو سكون كاهش قاعدة دو سنجي جو أوتوريتي خذي شوتي وتم وصل جواسك يجري. صعب ولا دايا إيتو هتيك توك يا Yes, TikTok, yes. صعب ولا this video скачать دايا إيتو Мусахал кульше гаматис. Вон И пассажирам Гиннесу на этого видел это. Там ты хаи там колса маржил, слово пата у него там. Собак приходит, я вспоминаю. Гино И халфуешь гола, Гиннесу это керза это лиши и шли там. Так приходит, действительно, масса прикалывался даже. Я в сурт гирил да скрыдяет И посмотреть не успел сейчас. Посмотрю Эрвел, лица объект. Айро музык мой прикол гири аси Сонак приходит, я шули в нас, не Лёг авторитет мой да остен не сан авторитет лакано И пассажир, хала Гиннесони там, Герзисон, Лирши там, Украине, вот там, вот еще говорит. Дина начну видеть не его приборы гири Халку Ильша, хала Гиннесони, знаешь, поддержки Ешьян Бошница. Я Шашен то ахт куш гири то шашен то
Цагина. Цагина. Приходи شاشة раз. قوش قطعة مو قوش دات تشتاق دوم تو شاشة قوش تول دات يوعن تول قوش دات إذا شد دواتك شين تول قوش تو Популярность поднимать, а что Уотсон? Он тебе должен по жизни. Бог должник, он знает. Сейчас ты ему вылезал, распространять, и сон популярность поднять, и как он поднимать, я шуба. واحد هون واحد أصل فيديو ضيعت نشوف بعد ديس تشتاق حاجقسن قوجات كي بلس دات ديل دا عجب إنت ديس تشتاق كي بلس في بيو أوتوريتات وإيه Распространил. Ничего, это живет. Хош, шубдешь, может, оценка. распространял полностью. И после мочи Аллаха, да, комиссовать, доктор, и фразы отсюда. Еще полностью, и видео, подчистить, YouTube, что-то, это айксома. Он популярность, он поднять, и не раз. Если мы двигаем, что квартиры так полностью. Давай. Если дал, его... SMS يقن إيش كندريان دل بطل إيش يعني. بكاو أصل شو بتستنى كذا. بكاو شاشيش. Elda yani şo diker. Полностью, да, и после этого и бакалавриат, Бурак, вот и фразы отсюда. Короче, полностью, и анафем денчтердуцон, короче, полностью подчистить, шахамят YouTube, вообще полный, СМ, рекламное агентство Хаял Еза. Любой у нас, кто нуждается в рекламе. Да, that's what, Да. Ne, hiç Jumbulati Uzbekvat Muzaev, Цуни Вукаса, Ютки Уксана, интервью слушай. И Цунчуа Нирсу вопрос дал, ролик Кюса даст, короче, и Рамштайн чует, не даст, говорит рюет, хаусу дует. Ши жизнь, ши гчара адизин дат царшим, и я Коран сунна адизин дат царшим, бах дат. Кирилл, хуй, да, это лишь. Свобода. И цачкари курится, ленты шоуоне. И музеи цачен постоянно Рекламе шица. Це блоги рухта, ютки Питере. Це не эфир прямой гица. Карина Рамштайн. عجوة. Да, ему. Понимаю, дамы и господа, леди, джентльмены, соратники и соратницы, помним ваш лайк. Уважаемые коллеги, если вы пишете вопросы, начинайте, пожалуйста, их со слова «вопрос». Вопрос. Джамбулат Сулейманов и Сайхан Музаев за установление шариата в Чечне и конституцию, видимо, основанную на Коране и Сунне. Как вы смотрите на такую Чечню? Этот вопрос задан Арно Рагарде. Уважаемый Арно, я ни разу в тесном общении с Джамбулатом и с Сайханом ни разу не слышал от них интенции о необходимости установления шариата в Чечне. Я совершенно не специалист по чеченскому вопросу и по чрезвычайно сложным вопросам северокавказских республик. Одно я вам могу сказать точно. Чечня не входила в состав Российской Федерации. Чечня по факту независимое государство, власть в котором узурпирована путинской сатрапией. Как только Чечня восстановит свою законную независимость, народ Чечни самостоятельно решит, каким образом он будет строить свою будущую государственность.
Это будет светская Чечня, или это будет религиозное государство, или, может быть, это будет даже теократическое государство. В любом случае, право этого решения лежит исключительно за народом Чечни. Я буду уважать то решение, которое этот народ примет. Так, читаю. Şey izle, şarap değilsin de bak şey kapı. Alo, izdaniş hayo, şu yalanı, bak. Hadi standart. Нельзя было. Товарищи. Burada kısa yok. Kısa o prosto, mش تقول. لا يا اتنو kısa no. Вы рекламируете экстремистов-террористов Джамбулата Сулейманова и Сайхана Музаева. Но поскольку фраза завершается тремя вопросительными знаками, сразу говорю, ни Сайхана Музаева, ни Джамбулата Сулейманова я не считаю террористами и экстремистами. Я нахожусь с этими людьми в близком знакомстве и испытываю по отношению к ним серьезное уважение. Надеюсь, я ответил. Короче, Избываешь. o светские daha bu işleri dokuyoruz da diyor. Представь, o diyor ya, şuraya. Bu sulduğu şu bu, körteş, da ya, bu oga, hop, jut gücü, vay, вообще, да, жизнь, а что дуть, да, самое сейчас, что светские, кенты, лев, что четвердок, светские. Тигрыш, тигрыш. Тигр. Interes vēl šim formātī pētniečnē hutbala jūri lošam čefir. Ах, вау, это ясно. Надо посетить его, посмотреть. Буду сега. Курасава, масло. YouTube čuāju šim da jūč, Telegram čuāju, TikTok čuāhil tam bu, TikTok sēts. Курасава, куша засташовый, там да дела, алсуду. ما يطلع له ياخد عقيلة يجوا опасного. Занят тут совсем не хорошо. Понял. Трансляция латеку, что здесь слушаешь. Латин, бисмилля. Латин. Пауса будет. Приветствую, друзья, маршу. Проходите свободными все. Видео, вторая часть, обзор насчет чего? Хан, приходи свободно. Приветствую. Приветствую. Армат. Михаил, благодарю за донат PayPal. Он, наверное, спрашивает насчет Юсуфа Раисова и маги. Обзор 2. Так мы же сделали, нет? Нет, вторую часть ты не сделал. Там еще другое у них видео, имеешь в виду, да? Вторая часть. Ну да, вторая часть. Можно будет? Ну, как бы видео я уже загрузил. Видео загружено. Как бы тебе смонтировать осталось. Он в стриме находится, я как бы, передумал его отдельно выкладывать, там шорт с него вырежу, то можно. Нет, эфир недавно идет, эфир недавно. Второй стрим с иллюминатом, не знаю, наверное, может быть.
Благодарю за подарки. Если у него время будет, можно. Почему бы и нет? Воин Аллаха, это кто у нас? Запускайте Кракена. Мажор, это мажор. Ламас, да. Ассаламу алейкум. У тебя в кружке, надеюсь, моча верблюда? Не, я же не мусульманин. Я мусульманин. Бывает. Какой ты мусульманин? Есть ко мне вопросы, может? Ты же не мусульманин. Зачем обманываешь? Как не мусульманин? Это ты должен задавать вопросы шейху? Не, я шейху уже отправил 10 тысяч долларов. Им больше от меня ничего не нужно. Хорош прикалываться, брата. На строительство медресе в Вильнюсе. На строительство медресе в Вильнюсе. Очень интересно. Бача Баси идет. На строительство медресе в Вильнюсе. Gali palaukti. Ne... Прикинь, на строительство медресе в Вильнюсе. Бача Баси, ты прикалываешься, что ли? Выходим из ислама, ставим лайки. 100%. Маршал до Пармат. Приходите свободным все. Маршал до Массага. Нашел.
Иван Иванов. Благодарю. В смысле такфирщик? Приветствую тебя, наилучший такфирщик. В смысле такфирщик? Я никого не такфирю. Формат хаттар должен говорить. Вот на русском мире, вот сейчас в связи с боевыми действиями в Иране все мусульмане сунниты, русскоязычные, начали топить за шиитский Иран. Как у них вот это соотношение, как они могут друг друга... Да, вот я смотрю, мониторю всех российских вот, политиков, мусульман. И они все топят за шиитский Иран. Как у них вот это соотношение вот, поддерживать друг другу шиитов и суннитов? Мог бы разъяснить? Ну, там как бы все просто лишь бы против Америки, короче, выступать, и все. Там самое главное... Разницы нету за кого, да? За кого разницы нету, да? Да, и не важно, что во всех суннитских, там, Саудовская Аравия, Катар, везде в суннитских странах именно есть американские базы. И вот это единственное шиитский Иран был оплотом последним ислама настоящего независимого. А сейчас полупокеры заднеприводные, там, Халид Вулейч, саудовские шейхи сели и рассказывают там. Иран в союзе с Америкой. Они вместе. Так у тебя рядом с Меккой, недалеко от Мекки, недалеко от Каабы, есть американская база. Короче, шиза полнейшая. Дурят вот этих болтусов, короче, которые сами ни хрена не понимают и понимать не желают, когда им рассказываешь, сидишь целыми сутками. Дурят ими куда хотят, как хотят. Настолько сильно засадили им, настолько сильно ими управляют, что руку засадили через одно место полностью, и, короче, управляют как хотят. Не знаю, как у них это получается. Лишь бы против Америки. И самое интересное, Саудовская Аравия, все суннитские страны вместе с Израилем, короче, и Америкой в одной коалиции выступают против Ирана. Ага. И что мы говорим? Вот это вообще сильно вот это. Нашу. Формат, Камарджаба, у меня вот такой вопрос. Во-первых, хочу заметить, что вот все больше и больше чеченцев вот, как бы вот переходят на твою сторону. Раньше я этого не замечал. Вот. Делаешь успехи. Вот такой у меня вопрос. Вот, допустим, Чечня стала независимой. Ну, допустим, на секунду, да? Твои дальнейшие действия каковыми будут? Ты вернешься и со своими сторонниками будешь как бы убеждать свой народ? Какими методами? Чисто это будет проповеди, это будут... Что это будет? Вот каким образом это будет? А вдруг они не согласятся? Что тогда? Спасибо. Ну, я, в принципе, с самого начала говорил, у меня никакого расчета на сегодняшнее поколение нету. Там вообще ловить нечего. Я хочу, чтобы в будущем, для будущего поколения оставался иной путь для тех, кто его хочет и ищет. Примерно для таких, как я. Потому что, когда я был маленьким, когда я рос, не было такого варианта. Был только один вот. Все как стадо баранов
Покричали там, о, побежали туда, там покричали, о, побежали туда. И я же хочу оставить для подрастающего поколения, для нормальных людей, для цвета нации, чтобы они за это ничтожество не шли и не подыхали за все эти ничтожные лозунги там. Халифат, ИГИЛ, Ислам, Махди, Даджаль. Чтобы вот эти ничтожества сами подыхали, сами действиями показывали. То есть сами себе пропагандировали, сами себя вдохновляли и сами подыхали, короче. А вот цвет нации лучший из нашего народа, который поколениями они этими пустыми своими лозунгами отправляли под землю, а сами каким-то чудесным образом выживали и до старости живут. Вот этого не было. А вернусь я, конечно же, я не вернусь туда, там, если сейчас независимость будет, то это полный капздец. Какая независимость? Это как, знаешь, дать ребенку пистолет или пулемет. Но он захреначит всех вокруг и самого себя в конце. Если хотят они сами, типа, свобода, там, это опять же, я у тебя микрофон выключу, потому что эхо очень сильное. Если, когда будешь говорить, тоже выключай, когда закончишь. Если хотят, сами там выйдут, типа, там, весь народ там выйдет, свобода, свобода будет кричать, конечно же, этого никогда не будет. Точнее, никогда, в том смысле, в сегодняшнем поколении. Потому что в сегодняшнем поколении, если даже и будет что-то там, свобода или что-то еще, то это будет означать выйти из, скажем так, банально, из-под рабства России и побежать, стать на колени перед арабами. И быть управляемой совсем самой ничтожной, третьесортной пешкой арабов, которые будут засылать нам чеченоговорящих каких-то бедуинов, которые там какую-то хрень будут нести и дурить народ, короче. Вот это в сегодняшнем понимании свобода. Истинное понимание свободы, там на пальцах можно только людей посчитать, которые имеют. Поэтому это совсем чудесным будущим, если мы рассматриваем ответ такой. А так, там никакой свободы нет, никакой независимости нет. Если сегодня Россия помрет, то сегодня люди оттуда побегут или уже подготовили место под арабами, которые постоянно туда отправляют там своего сына, там еще кого-то, встречаются с бедуинами, призывают их, целуют им руки, там снимая на федеральном канале, короче. Наверное, еще какую-то позу перед ним без камер встает, хрен его знает, не буду гадать. То есть никакой свободы. Поэтому, а если бы была бы свобода, да, настоящая свобода, 91-й, 2-й год, до исламизации, до вот этого всего бардака, то, возможно бы, да, я вернулся, чтобы опять же предупредить, начать какую-то кампанию политическую, действовать, доносить и так далее. А сегодня уже все бесполезно. Там все уже. Мозги уже все пропитаны дебилизмом, вот этим всякими колдовствами и прочей шнягой, короче. Народ в каменный век упал. Абсолютно и безвозмездно. Поэтому расчет только на подрастающее поколение, на будущее поколение. И то, которое не арабизируется, а русифицируется, чтобы их вернуть к своим корням. Это легче, потому что арабизированного чеченца невозможно вернуть на свои корни. Он там, короче, вы поняли. Советский Союз был, там, кто пионер, кто комсомол, там, всякая прочая шняга. Этих людей удалось вернуть на национализм. Как только эта ничтожная идеология пала в небытие космополитическое. И сегодня из подрастающего поколения, кто образован, кто там на русском уже разговаривает и так далее, вот на этих есть шанс. И для них я и вещаю, чтобы хотя бы их уберечь, чтобы хотя бы они
сохранили то, что несли предки, понимание, мировоззрение, взгляд на этот мир. И вот это все солнечное и прекрасное, что в поколение передавали наши предки. Баркал формат. Баркал. Да, конечно, я националист. До мозга костей. Коммунизм прошел, да, арабизм пройдет, но, к сожалению, он унесет очень много, скажем так, мяса вместе с собой. Благодарю, Аноним. Наш Вову. Наш Вову. Amo году цели память. Алхамдулиллах. Alhamdulillah. Пазно, канал Тенис Вильюса и Филию Чвена. Сачок, короче, день хамнаш, и, короче, полный хамнаш, и талуш, короче, там. Палки бяш, воро. Благодарю за просветительскую деятельность. Армак, ты про тюрков и персов говоришь? Да. Типа он против. Ну, не против, а вообще, ну, откровенное оскорбление, что тебя. Их много, там, еще оскорбляют, вот забез, цены. И аютчал, кочевники, и умш, амадойли уже, все уже закочевали, осели, и как бы, нам надо дальше жить, наоборот, союзы заключать, дружить и себе единомышленников находить. Проблем никаких нету. Я тебе скажу, почему именно так. Потому что если говорить, да, то почему-то нас называют купчами, то есть не чеченцы, там. Не, это же надо конкретно человека взять за шкирку и у него спрашивать. Это же специально делается, там же специально люди сидят. Вот, например, ко мне заходил один болван еврейский, оскорблял весь чеченский народ. Он хотел, ну, он вот мечтал, что он вот верил, что в глубине моей души есть антисемитизм, и вытащить его. Чтобы я ему в ответ оскорбил всех евреев. Но так специально люди делают, есть такие люди. Но не надо же поддаваться этому. Это же все равно, ну, если логически посудить в здравом уме, это все равно, ну, неправильно, это неверно. Но в частности он обосновывает свое мнение. Нет, обосновать не просто невозможно называть всех, короче, не только нации, а вообще целый большой этнос, скажем так, этнические объединения, тюрки. Почему именно вот я начал, то есть вот так вот это делать, потому что куда бы мы ни заходили со своими ребятами, то есть ты смотришь там 100-150 человек, они из всех этих тюрков, которые у меня говорятся на эфирах, да, то есть они там целенаправленно стреляют чеченцев, те даже кто заходит, так же делают, ингушей задевают, да, и наши точно так же делают, поэтому я не спорю. Я уже, честно сказать, день третий уже не открываю свои эфиры, потому что мне интересно. То есть я все, типа, я понял, я сказал, типа, да, Бехмобил, не прав. Просто, да, я согласен, поэтому я не говорю об этом, я просто сижу теперь там, где модерирую, просто модерирую все. Мне интересно свои эфиры. Салам всем оболтусам. Хорошего Поэтому, стрима. если насчет этого, то есть, да, возможно, я не прав, но когда целенаправленно именно эти тюрки, вот, о которых я говорю, встают, говорят то, что они такие сякие, то есть, да, я же не могу пойти один на эту толпу 200 человек сказать, типа, то, что вы все такие, остальные ваши братья умные.
То есть среди наших, вот, то есть никто так не делает. Ну вот ладно, я так говорю. Но вот их по 200, 300, 400 человек на эфирах сидит и делает так. Там тейп, семью, народ. Ну, не то знаю, есть- у меня со мной очень много тюрков, очень доброжелательно всегда относятся к нашему народу. Со мной рядом они вообще безвозмездно, без какой-либо от меня выгоды поддерживают, помогают, Благодарю за просветительскую встречаются, деятельность. приглашают. И ничего, нигде, где я был, я никогда не слышал, чтобы хоть один тюркоязычный человек оскорблял наш всем народ. оболтусам. Я этого никогда Хорошего нигде стрима. не слышу. Я не знаю, где они сидят. Какой-то представитель тюркоязычного, будь то киргизы, будь то кумыки, будь то Салам всем оболтусам. татары. Хорошего Я стрима. никогда не слышал, чтобы хоть один из них весь чеченский народ оскорблял. Кстати, я не говорил про резу татаров, там, умыты, болгарцы, карачаевцы. То есть я про них говорю. Я не говорю про там других, я не задеваю никого других, я говорю, кто именно ассимилированный на Кавказ. То есть если вот у меня есть пару записей, то есть, да, вот, я веду и разбираю у себя их на эфирах. Ну, разбирал. И да, у меня тоже очень много друзей турков, которые с моим мнением согласны, да, то есть, но все равно, когда я иду с ним разговаривать, да, то есть, я говорю, да, я не прав в том, что я говорил там, поэтому, да, брат, извини, типа, я вот так вот говорю. Не потому, что вот я смотрю очень сколько у меня знакомых друзей турков, да, то есть, и вот даже если там, как ты сказал, 1 или 2 стал, не один народ, да, поэтому я согласен, поэтому я не прав, я признаю свою ошибку. Да. Формат посмотрел видео про Японию и задумался, а хоть один мусульманин сказал: братья, остановитесь, вы ведете себя недостойно и не по-человечески. И ведь реально ни одного не знаю. Спасибо за стрим. Да, Сергей, абсолютно верно. К сожалению, пользуясь случаем, скажу тоже про евреев. У меня в группу в чате очень много закидывают этих людей. Мне уже достало все это удалять. Я там редко даже захожу, всех этих иудейских раввинов разных, которые там, скажем так, весь мир, все человечество оскорбляют. Будете нашими рабами, бла-бла-бла. И почему-то среди еврейского народа я реально задумался, потому что вообще весь триггером моего дела, чтобы начать это дело, в основном было вот то, что сделал Абдулла Анцоров, тем, что он, Секир Башка сделал учителю, и вообще этот весь позор пал на чеченский народ. И вот мне казалось, что я должен это осудить, что я должен это всем показать, что это не культура наша, что это не чеченское воспитание его к этому привело, что это другая идеология. Ну, и сейчас думаю я, зачем мне это вообще надо было, как это меня вообще касается, и к чему я. Почему-то евреев тоже, ни одного еврея я не видел, который всех этих раввинов фашистско-нацистских, чтобы вышел с лицом своим открытым, осудил их, сказал, у нас нету такого, что там гои животные, у нас нету такого, что вы там несете, почему вы, вместо этого все говорят за любую критику, антисемитизм, прячутся за всем народом. Тоже такой вынужден я, скажем так, замечание сделать, потому что просто бывает такое, типа, весь мир антисемиты, и вот прохожу я по этим группам, типа, антисемитизм это недалекое явление, точнее, не современное явление, так было всегда, там это генетически, еще Бога, какие-то древние сказки туда приплетают, эту брехню всю. И,
вы реально не понимаете, почему все это? Или прикидываетесь? Ну, я не знаю, вы не видите этих раввинов? Зайдите в мою группу, там, короче, каждый второй, кто туда подписывается, считает своим, короче, своей обязанностью закинуть мне туда какого-то иудейского раввина, который там про брак с дочерью, короче, как там было, незаконно рожденной, то ли. Его закидывают, все гои, животные, бла-бла-бла-бла. А потом, когда я пытаюсь как-то бороться с антисемитизмом, меня приписывают к евреям. Меня называют подстилкой евреев. Но этим заниматься должны вы сами, мне кажется. Вот у меня было бы таким людям, если такой еврей был бы, который осуждает все это, там, ведет блог, который говорит, что эти люди сумасшедшие, у нас в иудаизме такого бреда нету, или еще что-то. Вот я и показывал бы этим людям, вот смотрите, евреи разные, есть те евреи, которые все это осуждают. Но пока что, к сожалению, у меня нету такого еврея, чтобы этим людям, у меня в чате 7000 человек, 7600, туда заходят, выходят, и, короче, нету ничего им ответить, показать в ответ. Хотелось бы, чтобы хотя бы один еврей был, который говорит, что вот этот вот человек несет полную ахинею. У нас нету такого. Если кто-то меня слышит из евреев, пожалуйста, займитесь этим делом. Благодарю за просветительскую деятельность. Маунтейн Леон, благодарю за донат. Салам всем оболтусам, хорошего. Салам оболтусам тогда. Здравствуй, Хармат. И спасибо за донат. Да, здравствуйте. Я вот хотел сказать, но ведь ислам берет свои корни из иудаизма. Иудаизм ведь в своем основании ничем не лучше, чем ислам. То есть это такая же религия. Есть такое дело, если мы вернемся на 2000 лет если назад. так выразиться. Но не в обиду, конечно, евреям, но если вернуться 2000 лет назад, то так и есть. Но евреев то ли научили, то ли они сами научились. Ну, то есть у них есть такой раввинистический иудаизм. То есть их раввины сегодня не сидят в синагогах и не говорят там, мы должны там уничтожить мусульман, мы должны там эти проповеди, короче, не читают. То есть у них там 4 уровня толкования, короче. Ну, они себе придумали отдельную какую-то шнягу. Ну, потому что это их национальная религия, и, если честно сказать, мало кто из них реально в эти сказки верит. Это просто у них как традиция. Вот эта религия, в принципе, является то, что их делает как бы национальная самоидентичность, скажем так. Они этим очень гордятся, им это очень нравится, там, 3000 лет истории, там, и все дела, короче. Это просто их национальное, как бы. И такого радикализма, фундаментализма, как в исламе, у них нету. Они не живут так, как жили иудеи 2000 лет назад. Конечно, там найдется какой-то, короче, сейчас еврей, который будет говорить, да нет, у нас тогда тоже, как сейчас жили. Не один раз в одну группу заходил я тут, в ТикТоке. Там один еврей мне втирал, что никогда ни одного человека не забивали камнями. То есть они настолько уже не те иудеи, что даже уверовали, что у них такого иудаизма даже никогда не было. О котором ты говоришь, да, ислам появился. То есть от евреев, скажем так, или иудаизма у нас по миру нету проблем. Понимаешь, есть, конечно же, скажем так, представители еврейского народа, которые откровенно являются очень плохими людьми, мягко выражаясь, да, TikTok меня забанит, к сожалению, их оценить
оценивать по достоинству, если я буду. Но очень плохие люди, очень плохими вещами занимаются и так далее. Но сам иудаизм и религия их, как бы, они для себя там исповедуют, там какие-то праздники выполняют, ну и все это их. Тогда можно спросить, а как ты относишься к советскому исламу? Я не слышу. Потому что... Алло, теперь слышно? Да, теперь слышно. А как ты относишься к светским мусульманинам, которые мусульмане только потому, что их предки были такими, у которых религия передалась от родителей? Как ты к таким относишься? Если честно, я уже устал это на каждом эфире 1000 раз повторять. У меня к мусульманам нету никаких претензий. Я с мусульманами не борюсь, мне вообще по барабану, скажем так, на мусульман. Я именно критикую и раскладываю саму идеологию, с помощью которой мусульман турят. А люди, мусульмане бывают разные, бывают там просто 5 намазов, там, пост держит и все как бы. И обычный человек там... То есть ты против именно радикального ислама, который арабизирует Кавказ? Ну да, против самой идеологии, не против людей, а против самой идеологии. А можно спросить, какие у тебя политические взгляды, или ты не хочешь их раскрывать? Ну, политические взгляды у меня, скорее всего, на данном этапе, как я полагаю, монархизм. Монархизм. Интересно. Ну, а как ты относишься к идее независимого Северного Кавказа? Ну, если Северные Кавказцы хотят, то, пожалуйста. Мэр года, молод, там да шалфе. Религиозиум дētariš amnienie helūš bēras sarmasik ieparhīs lojum عن خلداسا تصنع غلاس عن غير تقالا es عمر غلاسي es مسكوات عليك نقولسي أسوان باون эйчер. Добрый вечер. Подожди, Гимоякан, профессор Малай, неужели он такой тупой человек, что он мог соцсети есть, вот я хочу. عن غير تقالا он пугает الاسم интересный. Ну, советую же следить Цадина, как бы, я не знаю, кем он был, где он учился, что он делал, чем занимался. Но одно я точно советую Гейдуас, потому что это сухуш. То, что я знаю, 100%. По ТикТок, Инстаграм, его имя там начало мелькать. И, короче, там, скажем так, в русскоязычном пространстве, в России, что вот считается таким крутым, политически очки набирающие действия, ну, слова такие, скажем так, именно вот бандитизм там. Вот эти слова я начал от него слышать и наткнулся в итоге на одно видео, где он говорит, у него спрашивают там что-то, с ноги дверь Кремль открывал, заходил, короче, и так далее. И он отвечает там, не так я говорил, но, короче, я говорил там, с ноги открывал дверь Кремль, заходил, короче. И вот этот момент у меня мелькнуло в голове. Что-то не знаю, мне, что это подсказала интуиция, или мое подсознание, или мой человеческий опыт. Ну, этот человек, короче, мне показалось, что он как бы на президента метит. То есть на президента России, вот как бы, ну вот идеальнейший на сегодняшний день, если альтернативу Путину посмотреть, то там же никого нету абсолютно совсем от слова. Он всех убрал. И вижу вот одна звезда, короче, начинает, короче, сиять на небе. И как только эта мысль у меня появилась, через 2-3 дня я услышал, что он застрелился. Я так и понял. Первое мне, что пришло в голову, скорее всего, тебя кокнут, чувак.
когда я это уже репосты, эти все комментарии, просмотры, вот видно было, рейтинг бешеным темпом идет вверх. И бац, такое видео, с ноги в Кремль захожу. И можно сказать, я увидел его смерть в этом видео. صور إيش تاع أبو تاع يسلوهم هو إذا تقواس وجه وش موي راسي فتسيش موي وجه ولا مايتهم في عيد مرة كير تبع إيش راسي فتسمعش وجه موي تعدق تعوسوا كم يالده موي بس سموه ويرن Да, صدق كم يالده ميك что тогда? Ца Путин, короче, хелвештек, да, чадега, ца Путина, ца биварцов, етео, Путину, благодаря Путин, красавчик, бо что постоянно тут и да, ца Рамзан вот до инис, Рамзан халил. Рамзан ваш скажет, короче, любую позу стану, точнее, Путин Владимирович скажет, любую позу стану, бо что, дурак кричит, это вообще осолова, пишешь, короче. Цун халил, цун халил. Ага, короче, я вижу, короче, совсем, короче, Рамси попутал, чувак, короче. Одеяло на себя, Путина одеяло на себя тянет, короче. بيقدر ما هو يعني ما بيقدر أنا ما أشعر Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Тут человек выступал и говорил по поводу тюрков. Я что хочу сказать. Я сам с тюркоязычной страны и сам происхожу из тюркского рода Каджар. И в моей стране живет огромное количество представителей других народов и вероисповеданий, в том числе и христиан, и существует огромное общество людей с атеистическими взглядами, которых за это не убивают, не сажают и не осуждают, как минимум. И я не понимаю, откуда такая ненависть у этого молодого человека. На его эфирах оскорбления родителей, национальной идентичности, и в том числе и истории тюркоязычных народов прослеживается постоянно. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы узнать вашу политическую позицию по отношению к светским тюркским странам, в том числе Турции, Азербайджану, Казахстану и Среднеазиатским республикам, с учетом того, что вы говорили о том, что те же дагестанские исламские проповедники, агитаторы находятся в Турции, но Турция все еще является ататюркской. Спасибо. Пожалуйста, смотрите, у меня, как бы, скажем так, по национальному признаку или каким-то странным целым народам нету каких-то отношений. Я каждому человеку, даже чеченцу, отношусь конкретно. У меня нету такого там, какой бы ни был чеченец, он мой, нету такого. Ни хрена он не мой. Если он не соответствует чести и достоинству своих предков, то он... Я ему не скажу, конечно, иди вали отсюда и так далее, но я защищать его не буду. Человек сам отвечает за свои действия. Ведет себя недостойно, пусть получает по башке, пусть учится. А кто бы ни был, каким бы ни был, это наш человек, ни хрена не получится такого. Не будет со мной такого. А ко всем странам светским у меня абсолютно отличное. Казахстан, прекрасно отношусь к Казахстану. Там Узбекистан, Таджикистан. Конечно, там диктаторы, КГБшники сидят, как бы, Таджикистан тоже, можно сказать, очень сильно в плане образования. Узбекистан также в плане образования, он сильно очень упал. И народы, короче, ударяются все больше и больше в радикальный арабский исламизм. Но, как бы, они у себя там живут, никуда не лезут, никому не мешают, никого не преследуют по национальному признаку. И как бы у меня как бы никаких претензий или еще что-то нету. Люди сами разберутся, это их дом, я туда лезть не собираюсь. Но у меня категорически негативное отношение к Азербайджану и к Турции. Турции, потому что она помогала переводить чеченцев в ИГИЛ, собирает всех террористов с Кавказа бегущих, помогает им потом вести пропаганду на Кавказ, именно рассчитывая на кавказцев.
чтобы нас вот так использовать против России, чтобы над нами иметь влияние, а потом у себя там в костюмах встречаться, улыбаться, смеяться и целоваться с Путиным, и там как на шахматной доске что-то обменивать на эти влияния, чтобы вот эти рычаги иметь. Поэтому категорически абсолютно негативное отношение к Турции, особенно к Эрдогану, который все возможное делает, чтобы радикализировать, исламизировать. Хоть они там и пытаются что-то там арабское, там хрень эту там бороться, это не получится, потому что на примере нас это можно увидеть. У нас тоже там не только буквы там арабские снимали там, не только Сахих Бугари и Коран перевод не разрешали продавать. Там людей просто за бороду увозили там на бутылки, бороды отрезать, женщин, короче, оскорблять. Все делали, ни хрена не получилось. В итоге самому, короче, королю пришлось испить из колодца. И сойти с ума, как и народ, скажем так. Да? Все слышали, наверное, про эту сказку, да? Где жил-был народ, королевство, король-королева у них была. И один колдун пришел, отравил колодец, и народ испил из этого колодца, сошел с ума и восстал против короля. И один мудрец дал совет королю. Вот если ты тоже выпьешь из этого колодца, то все наладится, и они примут тебя. Король и королева тоже испили из этого колодца, сошли с ума. И народ потом сразу принял: о, наши, да, король, королева, все нормально, никаких проблем больше. То есть то же самое пришлось. То же самое будет и в Турции. И оно уже, короче, идет туда, и Эрдоган делает все возможное для этого. То есть попытка использовать ислам, но при этом преследуя радикальный ислам, то есть я такой ислам, у меня такой ислам не радикальный, я буду везде выпячивать Коран, везде рекламировать ислам, но радикализм буду преследовать. То есть это не получается, это бесконтрольная, короче, идеология, скажем так. Если ты один раз фаршманулся этим, то все, ты никогда больше не очистишься, ты полностью упадешь туда вместе со своим народом. А к Азербайджану у меня крайне негативное отношение, ну, больше, чем можно сказать Турции, потому что то же самое непонятное политическое образование, где сидят КГБшники потомственные и делают все возможное, чтобы преследуют и ограничивают лезгин, на чьей земле, можно сказать, они и живут. На коренной народ лезгин. То есть никакого, ну, в принципе, они и свой народ преследуют, скажем так, правительство, да, и свой народ сажают, да, там. Но все-таки, если бы они это у себя там где-то делали бы, то никаких претензий. Дело в том, что, слава богу, коренной народ на этой территории, который жил, он там живет, он там еще жив, но делается все возможное, чтобы он исчез. Поэтому у меня крайне негативное отношение к Азербайджану. К самим людям, ну, они там помидоры продают, там бизнесом занимаются, там разные свои мегапроекты имеют там по миру, хорошо двигаются. Как бы к самим людям, азербайджанцам, нет никаких претензий. К самому государству, политическому образованию крайне негативное, остро негативное отношение. В принципе, все. А к остальным народам... Там, но несмотря на ваши негативные отношения, Азербайджан все еще остается... Несмотря на ваши негативные отношения, Азербайджан все еще остается светским государством с пресечением радикального ислама среди населения. С максимальным пресечением. Ну, опять же, пресечение радикального ислама это только лишь, ну, чтобы на власть, потому что ислам радикальный, это в первую очередь сразу на власть претендентство. Потому что это удар по ним. Поэтому они и пресекают его. Но из-за того, что кто-то там радикальный ислам пресекает и светским себя называет, ну, это ничего все равно остальные действия не меняет. То есть нету так... Короче, Азербайджан это
можно сказать, не государство, где там есть государственные институты. То есть это не цивилизованное государство, где помогается коренным народам, где какие-то, хотя и не льготы, скажем так, культивирование для этого народа, помощь им, чтобы развиваться, развивать их язык, их историю. Все это, этого там нету. Это, можно сказать, бандитское политическое образование, где главенствуют потомственные КГБшники, которые абсолютно плевать хотели и на свой народ, и коренной народ, который там живет. Ну, мое мнение, короче. Ну, в любом случае, ну, это ваше мнение, оно имеет место быть, но скажу как есть. Переход Азербайджана в более радикальное положение в плане вероисповедания, допустим, в шиитский ислам, так как большинство населения является шиитами, это была бы большая помощь Ирану. Переход Азербайджана в более радикализированный суннизм дало бы еще большую исламизацию кавказских народов. А по поводу лезгин, это очень субъективное мнение. Я недавно был в их районах, и в школах преподаются лезгинский язык. Я лично был в лезгинском городе, населенный полностью лезгинами. В том числе и цахурами, и удинами. Удины-христиане изучают свой собственный язык до 9 класса. Ну, не знаю, я просто другое слышал, не знаю. Если увижу лезгина, тоже живущего там, у него поинтересуется. Я находился в городе Гусары. В одном языке. Хорошо. Спасибо, хорошего эфира вам. Пожалуйста. Мама, честно, не со всеми твоими высказываниями согласен про политику. Но ты прямой человек, следующий своим убеждениям, а это куда важнее, чем быть прохаванным провокатором. Респект за это и удачи. Благодарю, Сергей, за донат. Авы, хорошего стрима. Авы, Рому. Аноним, благодарю. Еврей говорит 100%. В смысле? Вендетта опасный чел. Так, с Чечня вы что, говорить будете? Сказать хотите? Да, я хотел бы спросить, а если вы живете в той стране, где вы живете, вы же должны соблюдать все законы этой страны, правильно? Ну да. То есть, если вы живете, или я живу там в христианской стране, там католической или православной, или исламской, мусульманской. Ну, христианская страна в мире только одна, это Ватикан. Больше стран нету христианских. Почему это? Ну, где большинство христиан, если ты хочешь сказать, то да. Просто христианство это не политика. В христианстве Иисус сказал Богу Богова, кесарю кесарева. Христианство это про духовное, это не, оно не лезет в политику. Но ты как мусульманин, так предполагал, я понимаю. Но христианство это совсем другое. Когда в этой стране государственном уровне христианская как бы вера, то есть это же на государственном уровне считается? Нет, в государственном уровне христианская вера это может быть, но государство оно само называется светское. То есть там, если и говорят люди про религию, то по религии они не живут. Вот они обычные люди, да, там да. мифы религиозные и так далее, они как бы не признают. Вот для них вот конституция, там, гражданский кодекс, семейное право и так далее. Вот. Поэтому... Все должно быть по-светскому, получается, так? Ну да. А если да. живешь, например, возьмем в Саудовской Аравии там, или в Турции и других местах,
Ты должен соблюдать их правила, их законы. Согласен? Ну, в любом доме ты должен, ну, можно сказать, соблюдать их законы. Чужой монастырь со своим уставом не лезет, как говорится, да? О чем я тоже думал, что я хотел сказать. Например, мусульманин, если он мусульманин, он должен соблюдать все, что связано по исламу, у себя дома, в доме, где он живет. А если он может жить, например, и в христианской стране, и в мусульманской стране, но он не может, как ты говоришь, своими правами кого-то лечить в этом смысле. То есть, если в мусульманской стране кто-то живет, там женщина не может ходить оголенной, например, или мужчина в шортиках, это запрещается. Нет, в мусульманской стране шорта не запрещается, в мусульманской стране можно от пупка до колен закрыться, и мужчина, имею в виду. Просто, ну, уточнение. Например, по исламу. Возьмем вот Чечню, Это у нас, да? чеченцев, такая традиция, они исламом Или в Дагестане нельзя. Пресекается. В Дагестане можно, в Дагестане в шортах ходят все почти. В Дагестане такого нет. Это у нас мужчины и по-моему, Я в Дагестане России. хожу в шортах, никаких проблем не было. Ну, это не ислам. По исламу ты можешь ходить в шортах без проблем. Все у меня, все. Людей Если есть желающие, могу сказать. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Слушаю вас уже, наткнулся на вас в Ютубе, пришлось даже завести в ТикТоке аккаунт, потому что никогда не был здесь. У меня потому что вопросы к вам есть. Вот, Хармат. вот вам доставляет удовольствие вообще, Тебя закрывать. значит, оскорблять ислам, религию Всевышнего Аллаха? Вот, Вы можете ну как вас показать вообще одно место, где я оскорблял Аллаха, религию? Ну, достаточно открыть ваши записи и послушать или то, что скидывают, или те, значит, эти шорты, которые попадаются. То... Ну, я не знаю, о чем ты говоришь, оскорблять. Я никогда не занимаюсь оскорблением ни религии, ни Аллаха. Я не могу оскорблять Аллаха, потому что я знаю, что его не существует. Как я могу его оскорблять? Я просто разбираюсь, например, в ислам. Ну, например, утверждая то, что его не существует, например, вот как вы говорите, это разве не оскорбление? Это, ну да, хорошо, но это оскорбление чувств верующих. Да мне насрать на чувства верующих. В смысле? Что это вообще значит, чувство верующих? Ну, если ты оскорбляешься, ну, твои проблемы, чувак. Аллаха не существует, это мое мнение. Твое мнение, что он существует. Я же не говорю тебе, мусульмане, а почему вы говорите, что Аллах существует? Это меня оскорбляет. Я же не хожу так. Меня это не оскорбляет, ну, это ваше мнение, ваше право. Мое право говорить, что его не существует. В смысле, чувство верующих. Да насрать мне на ваши чувства. А какова ваша вообще миссия, какая ваша цель? Вот говорите мусульманину, что насрать на ваши чувства. Вот это вот ваша самая основная миссия. Моя вот миссия вот доносить, да? что такое ислам до людей. Что это за античеловеческая идеология. Раскрывать обман. Ну, то есть вашу проповедников трактовку. Раскрывать обман и призыв проповедников, которые дурят головы людям, чтобы затащить в эту идеологию. Вот и все. Столько всего человек говорит на своих эфирах, а вас только волнует чувство верующих, больше вопросов не возникает у вас по исламу. Ну, какие могут быть вопросы по исламу? Ну, человек разбирает десятки вопросов, вы все оскорбляетесь, почему-то оскорбляются ваши чувства. А вопросы по исламу у вас не возникают? Ну, например, вы разбираете хадисы, разбираете аяты.
Почему вы, например, не разбираете красивые хадисы, красивые аяты? Хорошо, я согласен. Я знаю, что есть некоторые аяты, которые вас, например, как это сказать, они вас, задевают. Какие-то хадисы, вы их прям вот от и до постоянно пересказываете. Просто про хорошие хадисы шейхи и так рассказывают. Кто-то должен про плохие рассказывать, правильно? И при том, что шейхи, которые рассказывают про хорошие хадисы и хорошие аяты, оказывается, что это отмененные аяты. Когда Мухаммед был слабым, точнее, и с ним было где-то 300 человек, то есть силы он еще не имел. Вот тогда он был добрым, там, говорил, у вас ваша религия, у меня моя религия, там, я не поклоняюсь, как вы, а вы не поклоняетесь, как я, нет принуждения в религии. Оказалось, что весь этот бред красивый из Корана, который был, да, он отменен. А эти обманщики сидят, призывники по всему миру бегают там, ислам, религия мира, сказано там, не знаю, любить врагов, вторую щеку подставить. Смотришь, открываешь, отмененный аят, отмененный аят, отмененный аят. Как я могу о них говорить, если это аяты отмененные? Я не обманщик. Извините, а где это отменили? Потому что я, например, знаю, что есть аяты о том, что нет принуждения в исламе, например. А кто как это отменил? Это что-то новое. Никогда не слышал нас с Мансов? Не приходилось. Это положение такое, отмена предыдущих аятов. Например, с Мухаммед, когда иранский аят, когда он в Мекке был, не принуждение религии. Когда он перебрался в Медину, когда он перебрался в Медину, там уже силу набрал, под самый конец своей жизни он выдал суру Ат-Тауба. Ат-Тауба у нас сейчас в Коране лежит 9-й, но... Вы говорите? Да, она в Коране находится 9-й сейчас, но в хронологическом порядке это, можно сказать, последняя неспосланная сура. После нее сура из 3-4 аятов, такая маленькая сура, и все. А Тауба, она очень длинная, и в ней в основном именно шариатские постановления находятся. И в нем он издал 29-й аят, где говорит: сражайтесь с теми из людей Писания, которые не признают ислам, которые не признают то, что Аллах установил, ограничения, пока они не примут ислам, либо не станут платить дань, признавая себя униженными. То есть тут принуждение. Сура 9, аят 29. Сура 9, аят 29, да? Я записал просто. Сура 9, аят 29. Я это тогда проверю. Я это проверю. Сура 9, аят 29. Ну, на этих эфирах в большей степени речь идет про Кавказские республики, а не про всех. Смотрите, где есть доказательства того, что, например, что аят, например, не был первым. У меня сейчас все джинны выйдут тут. Остановись. Валикум ассалам рахматуллах. Что ты сказал? А вот откуда-то понятно, что этот аят, он был последний, например, а не первый. Может быть, первые, например, это, а дальше уже, что нет принуждения. Открой хронологический порядок сур Корана по неспосыланию. Есть же история, есть хадисы, есть история, тарихи. Все это как бы записано. Ну, то есть в Коране это систематизировано еще и в другой последовательности, да? Не так, как обычно, да, от большой к маленькой истории. Не с большой. Это просто так красиво собиратели Корана после смерти Мухаммеда. Не спосылался он не так, как он в Коране. То есть загугли хронологический порядок сур. Есть также аят в Коране, когда Аллах заставляет забыть какой-то аят, он
не спосылает лучше, чем тот, или равный ему. Когда Аллах отменяет один аят, заставляет забыть аят и так далее. То есть отмена одних положений другими оно присутствует. Насх мансух называется. Ну, я понял. Хорошо. А вот вопрос такой. Вы же были мусульманами. Вот вы особенно, вас зовут, дорогой ведущий. Что мусульмане? Мы не были никогда. Ну да, я был мусульманин, да, 27 лет был мусульманин. Да, ну это же... Вы, получается, своей головой подумали, как-то сами решили изучить какие-то там, значит, ну хорошо, хадисы, священные слова, там, аяты. Вы почитали, и вы своей головой этому, ну, возмутились и своим разумом, как бы. А вы же понимаете, что мусульманин, он просто должен следовать Всевышнему Аллаху, просто следовать беспрекословно. Что-то вас возмущает, может, вам не нравится читать 5 раз молитву, но, извините, это предписание Всевышнего. Вы говорите, что... Это ни хрена не предписание Всевышнего, потому что в Коране нет ни одного слова про намаз-то из-за растризма. Что ты тут теряешь дичь? Покажи в Коране один аят. Мусульмане верят они Корану и Сунне. Корану и Сунне. Корану и Сунне. И вот, как бы это не было возмутительно, какие-то вещи... Ага, намаз 5. Я думаю, Причем тут, я не понял вообще читать намаз 5, но это предписано. Это я просто говорю, что вот что-то вас возмутило, но так или иначе, это же установка Всевышнего Аллаха. Так или иначе, если вот говорить. Человек должен соблюдать, следовать этому беспрекословно. Ну и я следовал вместе с отцом на велосипеде 2 километра, драпал, короче, каждый утренний намаз и вечерний намаз в мечети делал. И... Да. Ну, но, может быть, вам это не нравилось. Но это же как бы не может быть являться там, ну, возмущением, что сильно вас возмутило так в религии, и надо от религии, от Всевышнего Аллаха... в исламе. Меня это абсолютно не возмущает. Что-то же вас возмутило. Я думаю, вас, наверное, возмутил брак Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, с Аишей. Нет. Меня возмутило то, что эта религия является ложной религией, противоречащей самой себе, внутри, здравому смыслу, науке. Просто древняя мифология и все. Хорошо отрекламированная, благодаря нефтедолларам. Если бы мы сегодня викингов также зарекламировали бы, наняли бы, как Саудовская Аравия, миллионы проповедников и проповедовали бы Асатру, то точно так же сегодня люди ударились бы Асатру, назвали бы себя викингами. Обычная мифология и все. Умару вопрос один. Умар, а в каком аяте Аллах предписал намаз-то? Ну, я знаю, что... да, я понял, к чему этот вопрос. Да, в Коране нету вот намазов, как вот он, ну, там салят. Ну, это же хадисов, достоверных хадисов. Но вы же сказали, что Аллах возложил на нас это намаз-то. А где инструкция? Ну да, он когда-то возложил. И... Как он возложил, если нету слова инструкция намаза, как его совершать в Коране целом? Ну, так все инструкции были переданы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям. То, что делал, они это были сунна. Алло. То, что делал пророк, это сунна. А то, что фарз, это Аллах возложил. Где фарз, который Аллах возложил на всех мусульман в Коране? Ну, молитва, так или иначе, это фарс. Просто молитва. Ну, там справедливости ради арабы не называют его намазом, они говорят салят. Намазы это просто ближе к Персии, которые находились, его же Перс придумал намаз. 5 намазов ежедневных, это Перс Бухари придумал.
зороастриец, из своего зороастризма. 5 гахов взял и перетащил просто в ислам. Там просто сказано салят, там, благословить и восхвалять Аллаха. Там. Как Ну, я сам бывает, татарин. у христиан как бывает молитва, там, они восхваляют и просто падают или преклоняются, да? Вот то же самое просто из христианства переписано в Коране. От такой молитвы пятидневной по положению солнца, как в зороастризме, у них не было. И казалось бы, ну, при чем тут солнце вообще в исламе? Они же не являются солнцепоклонниками, в кавычках, как зороастрийцы. Это зороастрийцы почитали солнце, и поэтому по его положению и молились 5 раз в день. Даже само слово «гах» переводится как «перед». Придумали англичане часы. До того, как англичане придумали часы, молились по солнцу. А потом перешли на кефирские часы. У них солнце было киблой. Солнце и его младший брат – огонь. Из-за этого мусульмане зороастрийцев назвали огнепоклонниками. Из-за того, что у них солнце и огонь – кибла, направление. Но сами они киблу взяли камень, древнеязыческий арабы. Ну, по их логике, по логике ислама, мусульмане являются камнепоклонниками, получается. Понятно. Ну, я знаю, вы это рассказываете, но вы, в принципе, достоверных фактов этого, вот, значит, перенятия тоже не переведете на самом деле. То есть, В смысле, у нас есть зороастризм, который был до ислама, и есть 5 молитв ежедневных по положению солнца в зороастризме. В исламе их нету нигде. Покажи мне в Коране. Можешь показать? Ну, зороастризм я не изучал, поэтому действительно тут я... Ты можешь посмотреть, напиши 5 молитв зороастризма. Всегда запомню. Давайте я прям запишу себе, у меня тут, раз ручку в руках держу, запишу тогда 5 молитв зороастризма. Да, гафи называются. Даже Каабу тоже запиши. Кааба тоже взята из зороастризма. Накши-Рустам есть такой район в Иране сейчас. Там похоронены в скале, есть скала такая, и в нем высечены могилы. Ахеменидские цари там покоятся, там Серкс, Артаксеркс, Дарий и еще несколько. Прямо перед этим хранилищем, ну, могильником скальным, скажем так, да, стоит Кааба Зартушт. Напиши тоже Кааба Заратушта. Прям кубическая Кааба, у них тоже есть. И на ней, короче, с руками вот луны, солнца, лучей, и вся это, короче, руки брать. Ты же знаешь, что в исламе руки брать не надо. Знаешь об этом? Когда дуа читают, нету такого в исламе, чтобы вот так руки делали. Ну как так? Мы так читаем в Татарстане. Читаем, но в самом исламе такого нету. Это тоже из зороастризма. Это зороастрийцы так. Там, короче, молятся. Дуа делают. А в исламе такого нету, ты нигде не найдешь. Умар, ты по-татарски умеешь говорить? Татарский язык знаешь? Белям, Сулешин. Кайф анка, яхи. У нас тоже есть татарин. Кайф хали тоже это по-арабски. Аллах свободы, это чумово, лама, это Аллах свободы. Понятно, но... Смотрите. Да-да, говори. Вот такой национальный вопрос тогда. Просто национальный вопрос. Вот, я тоже еще слышал от вас, что вы считаете, что ислам, он навредил чеченцам. Ну, это уже исторический вопрос, да? Региональный, ваш чеченский. Ислам, на самом деле, вот если брать Татарстан, ислам татар спас. Вот вы знаете, да, что от русификации у нас есть, благодаря исламу, у нас есть отличные от русских имена. Вот, например, у нас соседи, чуваши, марийцы, удмурты, они все... Арабские имена? Магомед? Ну, арабские они хоть и... Ну, вот меня зовут Умар, но я учу, меня зовут национальность сохранить, да? Ну, мы же не арабы. Я понимаю, говорит, что вы арабы, на арабизацию переводит. А это я и говорю. Ну, сохранили вас от русификации и арабизируют. И в чем прикол? Да не арабизируются, но мы же арабского языка не знаем.
по сути. То есть я не знаю вот арабского Научитесь, языка. научитесь. Российская Федерация развалится, вы Как сами на себя шариат будете... придет, Вы сами себе как будете шариат. как оставлены, и как только вы ударитесь, и все ограничения на ислам, которые вам ФСБ ставит, будут сняты, и вы ударитесь в ислам, все будет, братан. Ну, я вижу, Иншаллах. например, Иншаллах. среднеазиатские республики тюркские, они такие же, в принципе, как и мы, то есть ничего с ними не происходит. Они такие, казахи являются казахами, татары будут татарами. А вот что будет с марийцами и чувашами, которые сейчас приняли православие, вот это вот вопрос. Они сейчас уже, они уже сейчас они не могут там понять, кто они русские или чуваши свои, там у них там вообще ассимиляция прям тотальная, сильная. У нас хотя бы мы вот на уровне сразу можно сказать, мы не православные, у нас свои имена. У вас не свои имена, у вас Какие у вас свои имена? Ну, я же не Искандар. Умар пришел и говорит, у нас свои имена. Так себе у тебя, конечно, Не, татарский. это знаешь, как вот этот татарин, Абу Тальха Сираджи, проповедник, который в платке сидел и говорил там, никто арабов не уподобляется, короче, никто арабов не уподобляется. Сладкие халаты, сидит бородатый. Говорит, короче, Умар запрещал говорить на своем языке. Говорил, на чем ты разговариваешь? Говори на арабском. Это язык мусульман. Никто арабам не уподобляется. Не, но я это осуждаю, я это не одобряю. Осуждаешь Умара бин Хаттаба? Именно его фразу. Сам он великий Самого завоеватель, нет его праведный фразы. халиф. Да. Только слова осуждаешь. Но не я читал, думаю, но что осуждаю, да? Умара, в принципе, с ним тоже много мусульман, которые в чем-то не соглашались. Я думаю, у них постоянно шли дискуссии на ту или иную Я бы тему. посмотрел, как они не соглашаются прямо перед ним, когда он начал им рубить головки. Я бы на вас посмотрел со стороны. Или как они будут осуждать его, когда вот такие вот, как Абу Тальха Сираджи, вот будет у них свобода, России не будет, придут к власти, и как они будут осуждать, тоже посмотрим. А почему тогда вот... Вы можете осуждать сегодня Путина? Считают халифа этого Хаттаба, Умар бин Хаттаба, вашим Путиным. Вы сегодня Не, ну за какие-то действия тоже критиковать Вы можно. не можете в России рот открыть на Путина. Это еще цветочки, а Умар бин Хаттаб вам бы секир бошки делал бы, Умар бин Хаттаб. Абсолютно, сразу, без разбора. Ты же помнишь, как он говорил, о, посланник Аллаха, дай мне отрубить его голову. Любой, кто рядом стоял, косо посмотрит на Мухаммеда, сразу Омар доставал меч и просил, о, посланник Аллаха, дай мне отрубить ему голову. И это герой, как Сталина Берия просил, дай мне 350 тысяч головок в год гасить. Там 120 тысяч был, он ему письмо отправляет, говорит, давай я грузинам 350 тысяч буду головок рубить. Ну, разрешаю, говорит Сталин. И, короче, тот начинает. Все-таки, я думаю, преувеличение то, что вы говорите, что там Татарстан, вот тоже вы ушли из этой темы, что если Татарстан там будет останется без поддержки России, так скажем. Как в песне говорится, националист. А это плохо, что ли? Я помогу смотри. Вы мне позволите. Нормально отношусь к другим. Мужики, собраны, салам алейкум, здорово, шалом, я не знаю, как с вами здороваться. Меня слышно? Я просто первый раз в жизни вообще в эфир вышел. Да, слышно сейчас, секунду. Смотри, дружище, в том-то и дело, что, типа, мы не русифицировались благодаря исламу, называя это, люди не видят, как они сами арабизируются. Ты там привел какие-то примеры, Казахстан там и так далее. Казахстан, ну... Да. Это абсолютно светское государство. Там Советский Союз... Татарстан более светское. Ну да, там Советский Союз еще держится, короче. Образование и все дела, которые они там от России получили, да, поэтому остается.
Но как только, ну, Истинный если это бы не сын было своего народа образования, поддерживаю. Как в песне говорится, как националист. называется, А это плохо, что ли? Я то там оставался бы, ну, ислам. И к тому же ислам там какой был суфизм. Там не было настоящего того ислама. Там был тюркский ислам, именно который тюрки придумали в Турции. Суфизм. Они, конечно, не придумали, взяли название, сконструировали на основе христианства. Именно с христианской философией, которая, как христианство, ложится на национальное и никак не борется с ним. Вот казахи, все тюрки, татары исповедовали суфизм. И татары тоже до сегодняшнего дня. Но сегодня уже в Татарстане тоже настоящий ислам вылезает. Даже сами муфтиятовские тоже уже настоящему исламу переходят. То есть приводить примеры людей, которые никогда в своей жизни не исповедовали ислам, и только сегодня начали с ним знакомиться, что им ислам помог как-то, ну, не русифицироваться, это не совсем верно. Это не зависит от религии, русифицироваться или не русифироваться. Например, поляки тоже христиане. Я не понял, что слышу. Литовцы, армяне, грузины тоже христиане. Сколько лет, сколько век они жили под Российской империей. Тоже нисколько. Сарват, у меня вопрос. Грузины, секунду, подожди. Тоже они никак не русифицировались. То есть это, смотря на твой национальный, скажем так, дух, на твой кодекс национальный, на твою национальную самоидентичность, на самих людей, на их историю, сколько они любят свою историю, сколько они ее придерживаются, сколько они ее хотят сохранить, на что они готовы жертвовать ради ее сохранения и так далее. То есть те народы, которые были готовы жертвовать ради своей истории, народа, культуры и так далее, вот они не ассимилировались, они сохранились. Или у кого были силы, да, отстоять. Не благодаря исламу, не благодаря еще чему-то. А тут как бы ислам, он наоборот является космополитической идеологией. Там вообще в принципе не присутствует национальность. О чем-то вообще. В исламе есть только две нации. Арабы и аджамы. Аджамы, знаешь, что значит? Я понимаю, что типа не арабы, что-то такое вы хотите сказать. Я уже у вас в исламе есть арабы, одна нация возвышенная, и все остальные, покоренные, мусульмане, муслимуны, покорные. То есть в исламе вообще национальностей нету, в настоящем исламе, не в татарском, не вот этом христиано-суфизме, который вы всю историю исповедовали. А в настоящем исламе нету национальности. Там такого нету. Это космополитическая идеология. Она как раз таки на твоем же примере показывает, что такими лозунгами типа «мы не русифицировались», на самом деле сзади, короче, полным ходом идет спокойно. Никто даже туда не поворачивается, никто даже эту проблему не видит. Идет арабизация. Вот ты, в данном случае, Омар, имеешь имя араба-язычника, Омара. Это же ему не ислам дал, не когда он мусульманином стал, дали ему имя это. А сегодня нам это дают, типа, хотя потом они говорят, что никакой обязанности, обязательства нету менять имя. Такого в исламе в принципе нету. Но почему-то... Гомер, по-татарски будет Гомер. У нас, да не важно, как это будет, арабское имя на свой лад, все равно арабское имя. У нас в позапрошлом году поставили рекорд, впервые в истории. Вообще такого видано не было. Магомед имя дали, новорожденный. Рекорд поставили. Среди новорожденных самое большее имя Магомед. Вон в Дагестане 800 лет уже ислам. Они познакомились прямо с арабами, прямо с арабским исламом. Им не так, как нам, чеченцам и ингушам, принесли вот этот тюркский ислам, суфизм. Нам, чеченцам, принесли христианство. Иисуса принесли, называя его, короче, Магомедом. То есть суфизм. А Дагестан прямо в 7 веке, 8 веке встретился с настоящим исламом. И поэтому ты там, Мурат, и микрофон, а вы слышишь, халатилю, халмалтила.
Вот поэтому ты там сегодня, короче, ну, там видео было, наверное, ты тоже видел, да, там перекличка в классе учительница делает. Магомед Магомедович там какой-то. Магомед Магомедович так... Вообще другого имени там не было в классе. Все парни Магомеды. У каждого парня в целом классе все Магомеды, другого вообще не было. Ну, когда-нибудь надоест и не будут называть. Это тоже Не, это не надоест, это вот все там. Давайте, может, другой вопрос, более актуальный. за последние 15 лет. Да, Кучу мечетей понастроили. Да, понастроят, да. Но я все-таки... Понастроили. Уже до хрена. Я помню, у меня в поселке была одна мечеть, там уже их там 5-6 стоит, просто туда столько людей-то не ходит. А вот такой вопрос. Что тогда останется? То есть, секунду, то есть именно тем, чем я занимаюсь, меня этим, короче, не поймаешь, меня этим пустым лозунгом, короче. Русификацию вы не видите. Да мне наплевать на русификацию и на арабизацию. Я за чеченизацию. Мне из-за того, что давайте не русифицироваться. Я без внимания арабизацию не собираюсь составлять. Меня этим не купишь. Типа, мы русифицируемся. Почему ты это не видишь? Нет, вот арабизация идет, и на это никто не смотрит. А на русификацию все смотрят. Все ее видят. Мне всегда интересно было и есть что за кулисой. Я не смотрю на сцену. Я всегда смотрю за кулисы. Мне это интересно. Сцену видят все. Что видят все, и то, что знают все, оно мне никогда не было интересно и не интересно. Потому что я знаю, что реальная картина находится за кулисами. Все, я закончил. А чеченизация может быть только с язычеством, что ли, в связке? Но в любом случае с исламом оно не может быть. Абсолютно. Потому что ислам – это арабизация. 100%. Без шансов. Сирия, Ирак, Египет, Марокко, Судан, Алжир, Мавритания – это те народы, которые в первом, самом настоящем исламе с ним познакомились, с ним столкнулись, в нем очутились. И ты посмотри, это сегодня и не арабы сами с Арабии Саудовской, Аравийского полуострова, их не признают настоящими арабами, они перетрахали их матерей этих народов, те родили им похожих на арабов, да, людей, но сами они своих детей не признают. То есть это просто арабоязычное общество сегодня. В Египте единственное, благодаря христианству, опять же, благодаря христианству сохранилось 8 миллионов коптов, которые древнеегипетский свой язык и так далее еще сохраняют. Но к ним тоже ведется за ними преследование. Их лишают прав и так далее. Полностью преследуют в Египте. Но основная масса превратилась, и даже Республика Египет, такой древний народ, одна из первых цивилизаций на земле, сегодня называется Арабская Республика Египет. Они не были арабами, сирийцы не были арабами, Ирак, Иордания, они не были арабами. Это были люди совсем другой культуры. Арамейский язык у них был, разные языки у них были. Те же марокканцы, алжирцы, суданцы, берберы. А сегодня, еще в Судане недавно началась резня коренных жителей. То есть, поэтому... Я вот тут возразил, но я не буду отнимать ваше время. Я хочу сказать одно по поводу язычества на Кавказе. Если есть возражение, давай возражение. Последнее выражение можно я скажу и поблагодарю, что вы со мной не ругались. Последнее. Я вот по поводу язычества на Кавказе. Я недавно посетил такую республику, называется Абхазия. И я там спрашивал, ребята, говорю, а что это у вас, говорю, вы христиане, говорю, грузины христиане, вы что не поделили, что вам не понравилось? Вот в итоге так и выясняется, что они, оказывается, язычники. Что? Абхазы христиане, да? Так, да, у них там храмы, вот это все стоит, они там... Ну, я не видел, чтобы они, конечно, там свечки ставили, что такое, но там они почитают. Абхазы мусульмане, да? Нет. В Абхазии? Нет.
Может, ты в какую-то другую страну ездил? Методичку неправильно дали тебе. Да нет, там нет мусульман. Что-то перепутал, методичку. Ну, нет, мусульмане, может быть, есть. Абхазы вообще, в принципе, как чеченцы, считаются мусульманским народом. Весь. Ты попутал чуть-чуть. Абхазия религия. Ну, 60% христиане, 16% мусульмане в Абхазии. А в Турции, да, в Турции большинство мусульмане, которые в Турции живут. Вот так пишут. 60% христиане. Проблема между... Но я вам говорю то, что мне говорят люди. Люди говорят, что они, в принципе, верят в какого-то своего бога. У них даже Скажи, государственные пожалуйста, праздники. Абхазия – это мусульманский народ? Скажи, пожалуйста, абхазы – это мусульмане? Ты Путину звонишь? Скажи, пожалуйста, на русском, скажи, абхазы – это мусульмане? Скажи проценты, что там с религией, как обстоят дела? Путин как скажет, так там и будет. Да, скажи, пожалуйста, в Абхазии с религией как обстоят дела? Они мусульмане или нет? Я открыл, тут уже у меня открыто стоит. Как Путин скажет, так и будет. Да, преобладает христианство, Абхазская православная церковь. Мусульмане в регионе не так много, и ислам не является доминирующей религией. Да, ты прав. Не знал об этом, честно. Да, но я скажу, что есть у них махаджиры, которые в Турции живут, их живет абхазов больше в Турции даже, чем в самой Абхазии. Вот они вот мусульмане. Вот они, если взять больше, если взять, то они мусульмане. Но вот в Абхазии это. Но в целом, они, короче, говорят, что они верят там в какие-то свои вот эти вот там, ну, те, которых ты видел. в горы. Да, увидел я много кого видел, я был там. Православные мусульмане. Те два человека, которых ты увидел, сказали это. Дальше что? Я увидел, что в язычестве это какая-то изоляция. Люди, они склонны к какой-то изоляции, какой-то замкнутости и например, и вражде с окружающими. Давай я тебе один пример приведу. Римляне-язычники, изоляцией находясь, дошли до Британского острова и захватили его. Захватили все... В смысле монотеизма нет? В те времена? Как не было? Иудаизм. Ну, они до нашей эры жили. Извините, что? Иудаизм это не монотеизм. Это были язычники. Ну, понял, Ты же говоришь про язычников, что они в изоляции. Я тебе привожу пример римлян, которые всю Европу захватили, и Британский остров захватили, и все дороги в Европе построили. Слышал такое выражение? Все дороги ведут в Рим. Это сделали язычники. Какая изоляция? Греки, например, тоже язычники. Собрали почти всю мировую цивилизацию. Дошли до Индии. Викинги то же самое, да. У тебя примеры такие странные язычники, изоляции, абхазы. Ну, окей, почему в Абхазии тогда этот праздник языческий у них является выходным днем? У них выходной день это языческий праздник. Ну и что? Это я к тому, что они, по сути, сами по себе являются язычниками. То есть вот это вот христианство, мусульманство, у них на самом деле это обертка. Вот ну, такая, например, казахи празднуют Навруз, они тоже язычники? Кто празднует? Казахи? Казахи. Да. Они язычники? Это самый настоящий языческий праздник в честь солнца. Они язычники? В Дагестане празднуют Новый год, вокруг елки бегают. 31-го выходной, они же не язычники. Странные у тебя. Нет, надеюсь, ты закончил со странностями. Да, ладно.
Всего доброго. Игорь Шмаку, ассаламу алейкум, передавай, брат. Валейкум ассалям, Игорь Шмаку, это наш брат мусульманин, простой русский парень, встречается с Кадыровым, руководителем был телеэлектросвязи в Чечне, в Грозном. Простой русский парень, наш брат мусульманин. Если слышишь меня, Игорь Шмаку, привет тебе. Приветствую. Сейчас, секунду. Свидетель Пармата, благодарю за донат. Так, Пармат от всей души. Так, Пармат тоже. Блин, много донатов. Hadina Dytsuna Баркалла. Богин, царством, да, салдой. Аноним, благодарю. А правда, что Ленин был пророком? Нет, неправда. Ленин был атеистом. Ну, Подожди, он как спрашивает? Коммунистическим пророком, да. Мухаммед сказал, тела пророков не гниют. Ленин единственный пророк, у которого тело не сгнило. Ты что тут полушами? Извиняюсь, серьезно. Ошибся. Парма, хорошего стрима. Смотрю и учусь у тебя закрывать хлеборезки. Благодарю за донат. Парма, от всей души благодарю за замолвленное слово за лезгин. То, что ты слышал, это правда. Ну, пожалуйста. Пармат, я верю в летающего зомби-кенгуру. Если не веришь в него, ты уже, считай, подпадаешь под врага по моей вере. Если не веришь, оскорбляешь меня и мои чувства. Не смей! Хорошо, благодарю за донат. Да-да, в принципе, то же самое. Греки верили, боги всемогущи и сами покарают врагов. Ну, в римском праве изначально было, что Бог не настолько низок, чтобы какой-то человек его защищал. Было такое, нет? Полное отсутствие вот этого. Сейчас Россия, которая претендовала на Третий Рим, там изобрела законы, ну, приняла законы, короче, каких-то религиозных чувств, там, бла-бла-бла, короче, вообще в каменный век ударилась. Так, считает, что бессмертным, так, защищать их дурной тон и хибрис, то есть гордыня. Считать, что бессмертным нужна помощь человека, значит сомневаться в их силе. Мусликам нужно учиться. Совершенно верно. Приветствую, брат, благодарю за... Да. Этот салам от Виндетты я навсегда запомню. Просто разорвало. Благодарю за это. Доброй ночи, Пармат. Сегодня один муслим привел мне Сунан Абу Дауд 236, вернее, последнее предложение хадиса, как признак равенства женщин и мужчин. Проверь полный контекст хадиса, посмеешься. Сунан Абу Дауд. Сейчас посмотрим. Так. 236. Сообщается, что Айша сказал: посланник Аллаха спросили о человеке, который нашел влажность на теле или одежде, но не может вспомнить полюций. Он ответил: ему следует искупаться. Его спросили о человеке, который видел возбуждающий сон, но не нашел полюции. И он ответил: он не обязан купаться. Сулейм тогда спросила: если женщина увидит что-то подобное во сне, обязана ли она купаться? Он ответил: да, поистине женщины подобны мужчинам. Тебя же попросили только хорошие хадисы читать. Да. Мощное равенство, короче. Феминизм уже почти. Благодарю за донат. Сабардин.
Благодарю. Не Сабардин, а просто Сабардия. Истинный сын своего народа поддерживаю, как в песне говорится, националист, а это плохо, что ли? Я помогаю своей нации. Вы мне позволите? Нормально отношусь к другим. Свои на первом месте. Парматянец, благодарю за донат. Это было мощно. $100. Алло, Пармат, хорошего эфира. Я давно такого кук-полда не видел, который лежит арабский сапог, кафир копчатый, салават, оливье, винегрет, цезарь, от сердца к солнцу. От сердца к солнцу. Утомил этот татарин, аузубилля. Он мунафик, клянусь Аллахом. Это же видно. Гоните этого шайтана с эфира, это засланный казачок, враг умы, враг Аллаха, да унизит, осуждаю, голов. Привет, Анти, посмотри, плиз, аяты 2.29 и 7.29.30. Благодарю за донат, сейчас посмотрим. Два 29. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его 7 небесами. Ему известно о всякой вещи. Так. 2.29. 79.29. Раз. 79.29. Он сделал темную ночь. Он сделал темной ночь его. Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его, поднял его с воды и сделал его совершенным. Он сделал темной ночь его и вывел его утреннюю зарю. После этого он распростер землю, вывел из него воду и пастбище. Есть противоречие? Так. Сначала он создал, поднял с воды, установил утреннюю зару. После этого, да, братан, да, противоречие. Тут он говорит, что после того, как воздвиг небо и установил столбы, ну, чтобы вы понимали, по иудаизму, по исламу, да, у нас купол, короче, над нами, твердое небо, купол такой, на столбах держится. И он говорит, что он установил столбы и тогда распростер землю, вывел из нее воду, пастбище, утвердил на ней горы и так далее. А во второй суре 29 аяте он говорит: тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его 7 небесами. Ну, тут можно, короче, сказать, знаешь как? Сначала воздвиг одно небо, потом распростер землю, а потом уже обратился к небу, которое уже он распростер, как одно небо, и сделал ее 7 небесами, разделил, короче. То есть можно и так сказать, они вывернутся вот так, я думаю. То есть можно сказать, нету противоречия. Пусть татарин скажет, кто по-татарски, как по-татарски будет природа. Сейчас есть только один вариант, это табигат, арабское слово, государство, хакумат, букварь, алиф-ба, и таких слов тысячи. Ну, 100%. Армат, ты не брал насчет Абхазии. Это правда, в основном христианское языческое общество. Там очень небольшой процент мусульман. Они, скажем так, двоюродные братья адыгов. Адыго-абхазская языковая группа. Да, я ошибался. Пармат, формат, пармат, сопромат, адвокат, самокат, плакат. Кем тебя только не называли. 99 имен, прям как у бедуинского бича. Погрудин еще дали. Да. Благодарю за подарки, ТикТок тоже. ПС. Никогда не перестану смеяться над тем, как Вендетта сказал тебе пойти на кухню, сделать бутерброд и попить чай, пока он будет наводить в чате порядок. Спроси, пожалуйста, у него, как он вышел из ислама.
Благодарю за донат. Даже, что годы. Он отвечает всегда, что никогда не был мусульманином. Парват, приветствую. Зачем муслимы его ждал опыт? Вопрос дала, чем особо короче. Мурат был, что Мурат. Мурат такой, цадана да дешено, вистую тонца, секунду освободила. Парват. Микрофон пока что, подождите секунду. Мурат, освободен, подожди на секунду. Последние 2 доната зачитаю. Пармат, приветствую. Зачем муслимы ведут летоисчисление тупо от переезда их пророка из одного города в другой? Что до этого в мире ничего важного не происходило. Важное переночевание. Да, очень важно. Пармат, ассалам маршуа. Я жирный муждахид, которого ищет Вендетта. Не могу попасть в эфир ТикТоке, нет эфира. Как в эфир попасть? Есть контакт, бомба. Не пожалеешь. Биг Музи в ТГ. Ну, я не знаю, в ТикТоке сейчас идет эфир. Ссылку в Ютубе посмотри сейчас, где ты смотришь. В описании открой, там ссылка будет на ТикТок. Перейди. Брат мой, идея для контента на канале «Первое полушарие интроверта» вышел ролик про ислам, явно требует твоего разбора там. Канал очень популярный, 2 с лишним миллиона просмотров. Удачи нашей уме. Запомните, пожалуйста, полушарие интроверта, короче. Потом посмотрим. Я еврей, который родился в России. 37, больше не включай свой микрофон. Я еврей, который родился в России. Меня ненавидят все, когда узнают, что я еврей. И ненавидят за то, что в России родился. Хотя я ни то, ни другое не выбирал. Ничего общего у меня с хасидами причем нет. Марк, благодарю за донат. Ну, как тебе сказать, короче. Меня в России ненавидели 37. Еще раз хочешь, пока я не закончу свой микрофон, я тебя спущу. Меня в России ненавидели за то, что я чеченец, и называли чуркой. Например, да? Считали чуркой, ненавидели из-за того, что я чеченец. Я из России перебрался в Европу, и я никуда не могу поехать. Я нигде не могу в другую страну или по работе, или еще. Ничего не могу сделать, потому что у меня российский паспорт. Гражданство российское. То есть я тебя прекрасно понимаю, Марк. Ну, могу тебе пожелать только, скажем так, стойкости, силы и всего наилучшего. Помощь от Аллаха. Мурат, говори. Микрофон включи свой, Мурат, и говори. Салам алейкум. Валикум ассалям. Вот у меня такой вопрос, Формат. Меня нормально слышно? Я просто в наушнике. Вот я недавно начал смотреть твои видео. Я, в принципе, не осуждаю, что ты делаешь, даже наоборот. Мне это нравится. Мне близка эта тема. Но вот у меня после просмотра твоих видео появился вопрос. Ты действительно считаешь, что сможешь что-то доказать этим обезьянам, которым по факту что-то говоришь, они это слушают, и у тебя в конце спрашивают, а почему ты отрекся от ислама? Ну, это же основном не для них. Это чтобы вот люди, которые смотрят, они понимали, брали знания, как бы вооружали себя. Это же в основном не для них все делается. Ну так люди, которые это смотрят и принимают, они уже и приняли, что ислам это ложь. В принципе, любая религия. Первый раз натыкается, понимаешь? Надо работать. Надо канал. Ты имеешь в виду молодое поколение? Да, новые люди, чтобы натыкались, твой канал постоянно должен быть активным, иначе он забрасывается и куда-то вообще уходит.
Новые люди в Ну, рекомендации твой канал не будет кидать. Там же новые люди. Ну, я, конечно, просто хотел сказать, что лично я считаю, что ислам — это тотальнейшее зло, из-за которого от меня чуть ли не каждый родственник отказался. Да, есть такое. Ну, меня с детства водили там в мечеть, то все. Я даже когда-то какое-то время молился, но пришел к тому, что это все чушь какая-то, вообще несусветная. И когда это я уже все высказал, то у меня отношения очень испортились с родственниками, с друзьями, с соседями, со всеми абсолютно. Что мне даже пришлось уехать из этой страны. Да, без жертв никогда ни одна революция или эволюция, она как бы не происходит. Красота требует жертв, как говорится, да. Тут еще нужно сказать, почему, как они думают. Но ты должен объяснить и родственникам, и знакомым. Например, я объясняю, если они что-то начинают говорить, именно как есть, привожу самые сочные аяты, хадисы. Я говорю, это дерьмо ты принимаешь? Я прямо говорю, вот это дерьмо от Бога, от пророка. Это евреи написали. Алло, 29-й, какие евреи? Я тебе Сая Буари, муслим привожу. Я тебе читаю Тавсир, Ибн Кассир, Ат-Тирмизи, Ан-Насай, Абу Адели. Я тоже не принимаю это дерьмо, как и вы. Ты слышал, как они говорят? Я тоже могу написать там что-то. То есть они даже не понимают, что для редакции книги что-то нужно. Просто так любой человек книгу выпустить не может. Написать и выпустить. Тут я, когда Мурат говорит, что он именно из-за того, что он сказал правду, что ему пришлось уехать, я думаю, что он лукавит, потому что я знаю, чтобы мне не пришлось уехать из Чечни, сказал своим родным, близким правду. Мне пришлось уехать из Чечни именно за оккупацией. Меня бы мои чеченцы не убивали бы, не мочили в сортирах, если бы я сказал правду и привел факты. Сегодня мы оккупируем страну, а когда там свобода будет, там любой чеченец может и будет иметь право говорить правду так же, как и я. Любой. И там оттуда никому уезжать не придется. Коллеги, увидел, как ты летишь Айшу спасать. Маша Аллах, что за скорость ты там развил? Прям парматмен. Да, благодарю за донат. А тот ребенок, об голову которого палки ломали, думая, что он даджаль, перед ним потом извинились, когда узнали, что даджаль закован на острове с Джассасой. Нет, конечно, не извинились. Он до конца своих дней, его подозревали, что он даджаль. Мухаммед обвинил, представляете, Мухаммед взял, обвинил одного мальчика, что он, возможно, даджаль. И дошло до того, что сын Омара ибн Аль-Хаттаба его еще и бил. То есть все на него пальцем до конца его жизни показывали. Мухаммад, да, еще что он сделал? Этого бедного чувака, у которого второй головки не было, он хотел и первую ему отрубить. Заподозрил его, что он, с ее наложницей что-то накяхал ее. Одну головку и так ему отрубили, чтобы из него сделать вот этого евнуха. Потом, просто так заподозрил, чувак, который знал будущее, хотел и вторую головку отрубить. Да, отрубить. Да. Сообразил, а? Ему повезло, что он в колодце купался. Вендетта не выходил из ислама, он из него вылетел верхом на Аль-Бураке. Иншаллах. Спасибо, да, и главная помощь от Аллаха. Спасибо. Самое обидное, что и меня, и чеченцев часто воспринимают заведомо предосудительно. Хотя я, например, вообще супер дружелюбный человек. Такие дела. Благодарю за донат, Марк. Я русский, алхамдулиллах. Я русский, я целую Коран. Я русский, и мне повезло. Я русский, всем кефирам назло. Шайтан, благодарю за донат. Мощно, да. Тут хочу добавить, Мурат,
Вот смотри, когда ты говоришь вот так, люди, которые слушают тут, будут воспринимать, что у нас в нашем обществе, наших кавказских, чеченских, других национальных обществ, из-за какой-то религии могли отторгать или изгонять из общества. Никогда, нигде не было видно, что из-за какой-то религии мы друг друга, осуждали, отторгали и изгоняли. Это у нас не было. Это единственный, вот этот ислам, так называемая, самая мирная, добрая религия, она даже дает право лишать головки, секир башка, когда из ислама уходишь, тебе секир башка делают. Но сегодня мы прекрасно знаем, что на Кавказе, в частности в Чечне, нету ни шариата, ни хрена, там Российской Федерации закон действует. И там по исламу, если выход из ислама, головку не отрубают. Понимаешь? И меня и тебя, и никто другого там из-за ислама не осуждать, не изгонять не могут. Там единственная причина... Хорошо, подождите, уже 1000 раз это сказал, не повторяйся, пожалуйста. В телеге увидел, Вендетта не уходил из ислама, PayPal, Нелу Арнаут, на азан от Вендетты на тему, он Сауда, мы увидели тебя. На азан он 100 евро только соглашается, 3 евро донат. Меня слышно? Остается 97 евро. Если будет, позволю ему. А так задолбал он со своими азанами, если честно, Иншаллах, азан будет звучать с каждого уголка нашей планеты. Этого или нет. Спасибо, Да, все. 37 говори. 37 сейчас. Хармат, хотел у тебя спросить, вот у тебя в чате, в канале обсуждали тоже, вот ты сам как думаешь, Чечня могла бы быть независимой от России? В идеальном мире, можно сказать, да, могла бы, конечно. Да, просто вот у тебя в чате обсуждали, и вот я сказал то, что Чечня не смогла бы без России вот как отдельное государство быть. Да, и меня оттуда админ кикнул. Неправильно сделал. Ты имеешь свое, право на мнение, тебе должны привести аргументы. Да, я ему тоже писал, ничего не ответил. Просто за эти слова блокировать, это не совсем верно. Я Обычно так тоже пишут думаю. люди, я туда пересылаю, и они разблокируют обычно, если нету каких-то проблем, там нарушений острых и так далее. Если у тебя в Телеграме есть мой ник, напиши мне свой ник, какой у тебя. А у тебя куда мне написать? Мой Телеграм нет у тебя, да, лички? Юз, скажи, Юз. Юзернейма у меня нету, есть только название ника. Наш формат. Тут можешь сказать свой ник, какой у тебя? У меня никакой, сейчас скажу. У меня ник на английском написано Хайдж Брутал. Нижнее подчеркивание. Подожди еще. Хач? Хайдж. Хайдж. Это какая буква Х? На английском. Русская, да? Хайдж. Нижнее подчеркивание Брутал. Подожди сейчас, секунду. Черный список. А как тебя зовут, ведущий? Меня Пармат зовут. Ведущий? А? Пармат. А кто, мусульманин или русский, христианин? Нет, я чеченец, вегетарианец. А что ты тогда такие кафирские вещи говоришь, если ты мусульманин, чеченец? Секунду, сейчас. Да? Да. Свободно. Вот про таких обезьян я спрашивал. Подождите, пожалуйста, подождите секунду. Я Х поставил. Вот, Хач Брутал. Ты же мусульманин даже? Я разблокировал. Я? Мусульманин? Я? Да. Нет, не дай боги. А что ты тогда?
какой ты вероисповедуешь? Я многобожник. Да. Короче. Ты кафир, да? Не, я многобожник. Я мусульманин, алхамдулилля. Значит, иншаллах. Какой ад? Ад, джаханнам, знаешь, что такое джаханнам? Из Асатры, Хенфен ты имеешь в виду? Джаханнам, имею в виду кафир, ты проклятие. Не, я Джаханнам. Джаханнам не хочу, я Хенфен хочу. Викинговский ад хочу я. Тот день ты эти слова вспомнишь, кафир, ты проклятый. Ты помнишь тот день? Какой день? Судный день, клянусь Аллахом, ты пожалеешь об этом. Какой судный день? Чувак, я закон не нарушал. Какой судный день? Ты же кафир, ты же не веришь в единого Аллаха. Ну, я в Зевса тоже не верю, братан. Ну если ты в Аллаха не веришь, ты кафир. А ты тогда кафир, Зевса не веришь, Нептуна не веришь, Юпитера не веришь. Ты тоже кафир. Я верю в единого Аллаха. верю. Я в полтора Аллаха верю. Я в единого Одина верю. Полтора Аллаха верю, иншаллах. А ты нормально разговариваешь? Шамиль, а ты нормально разговаривать умеешь вообще? Я? Да. Нет, я. Да, не я. Я вот знаете что, как вас зовут еще, скажите? Хармат. Хармат? Хармат. Хармат. Пахруддин. Знаете, что меня бесит? Можно просто Пахруддин. Пахруддин. Из ислама, это меня бесит. Что бесит? Люди, вышедшие из ислама, вот эти кафиры, в тот день им очень придется туго. Клянусь Аллахом. Ну ты в это просто веришь. Это арабские сказки, понимаешь? Все сказка Как тугой мотор будет, да? Ну вот эти джинны, Джаханнам, Фирдаус, где вы там вечно будете с девственницами сексом заниматься. Это все сказки арабские, понимаешь? Что ты говоришь арабские? Почему тут арабские? В смысле, при чем тут? Это арабские сказки. Не арабская сказка это слово Как Аллах. это не арабские? Ты ж только что арабское слово сказал даже. Джаханнам. У тебя оно даже называется на арабском. На чеченском тоже есть. Джужрат. Понимаешь? Джужрат. Джужрат это, ну, то же самое, короче. Это знаешь что? А есть мала мудак, а есть мала монду. Свободец это, короче, хэш вохуца. Свободец, сам секунду. Свободец. بحبش نخشى يحصل Ногче у Аллаха, дадель ногче уса. Я ложивший фугас патрон. اسم الله بينصر اسم الله بيغفر اسم الله كافر Это Цадима освобождал нарушение и на баню на 5-10 минут. حني بابان Виндетта. Аллах оскорбляет. Ну что, да, ла, особо хаё мора. Хотя его Аллах читил су. А у кот ми памятью, а мадохком да. Да, ла, Аллах читил. Да, Пармат. Пармат. Аллах чему пармат. Удар, иншаллах. Так, иншаллах, это что да кайф, يحموك تزال ده عليه كيف وات. Иншаллах. Дело что Аллах, Зевса, Одина, Юпитера, Исуса Царца тешься. Дело тешь. Дело, по словам Аллаха, дело тешь. Он двадцать, дело, все, а сумма было дело. Дело бухо, ходя, я сказал, от ислама, молодец, будто пасен молчаться. Конечно, Бог, ислам, Если в половину Аллаха или 0.3 Аллаха. Я уже кефир или сливочный сыр. Ой, дело тешь, аж мадарой, вот, арбашли, палчук бен, короче, вообще, да, шпок куряк, ты там, да, что такое? Муха? Ой, дело тешь, аж мадарой, ночь, от арбашли, ислам бош, и палчук бен, вообще, да, шпок куртки, гуш. Вахаевки, шрахаева, да, вахаевки, шманахаева. Дело тешь, да, дело. Да, что делай? Да, дело тешь, что, дело, дваш, ничего делает. İslam dini adı değil boş, baştan. Parmat, هو شيء قال الله parmat, يلا الله.
А Хайдин Амину Коран, Дяшия. Коран читал когда-нибудь? Нет, Коран не читал, но я знаю, о чем я говорю, Мухаммад. А сиру пророка читал? Я понимаю, тешь мой Мухаммад. Понимаю, Вот. Да, хабусу, да, джаханнам ты. Собусал буат, соделах тиш тагу. Бусал на арбой саскшал тиш на бу. Бусал мого дел тиш хашал. Собусал буат. Вот собусал. Да, вот дел хунтиш бусал буат савстак. Делах тиш ксо тиш дел. В смысле? Бусал буат был, на, делах тиш мягко. А вот сам Алмигас, можно я сейчас тебе скажу? Можно. Дело докума байван, да, Иисус там, фера, из докума خيش ولا تأوزه والحلق بالخيش هذا. bude, царах тиш муат, я со. واضح، طبعا ديلك تيش موات صدق. Så delar tiesh, Allah tahta tiesh so, Allah tahta tiesh so. Allah tahta tiesh, Zev tahta tiesh, Jupiter tahta tiesh. Delar. Da, what's the? واحد ديلك تيش واسطة، لا مش واسطة. What's the deal? So deal. الكافر is نيروش Lamas di arbash bo. Lamas di arbash bo. Delta. Ничего, дел блаш, ничего, бусал. Полтора Аллаха веришь? А если верю в половину Аллаха или 0.3 Бусал меня Аллаха, вообще исламе, где ты нашел слово, видел слово дел? Аллах, Аллах, это другое дело. Аллах, причем нету никакого Аллаха. Есть арабы, которые придумали Аллаха и написали от его имени что-то там в Коране. Благодарю за подарок. Ну так и есть. Нравится тебе, не нравится, это так и есть. В смысле? So deel tiesh wat so Allah. So deel al Allah tankshul. De hang al Allah tankshul hang. We traïtos my Allah so deel tiesh ja. A deel moet is al je dacht tiesh so deel. Je tiesh so deel. So tiesh arbo din doing. Hallo sich nochmal. Hallo ist der später. Habusal din doing. Tutuavol Allah, tutuavol Peygamber, tutuavol Jünger, tutuavol Yelsman, tutuavol Tanrı homna diye şuat sahabusol diye tutuavol. Ama diye what sabusol ittos ya Allah ve yuyu homna. Çok şu. What? Yani Müslümanın ya верю в Бога. В Аллаха не верю, в Иисуса не верю, в Одина не еще другого не верю. Но в Бога Творца верю. Da hou din došlo, da hou buzo vama to. Sa din da so tješam budela tješu, din nijeto u mene religiji. Da so, to galjala mi odel da. Galjala mi ohobo, kodo. Eza del, ламыз de шварцо. А я основа, Хокинс, масала, я тебе же не говорю из-за того, что ты там веришь, что Мухаммед был пророком, Мухаммед, который 53 года, когда ему было 53 лет, взял и переспал с 9-летним ребенком, который в куклы играла. Я же из-за этого не говорю тебе, Ходая Гумюр. А все он был. Богом был, что, дарец? По своей год, что ты бой? Закир найкояч, ты еще руется. Аяч ты еще руо, но шейх уяч ты еще руо. أنا سيرة بعدها تان دوش صبوا دوالي حال تعمل دي تشغل دي تيجي وقفة. حديث صحيح حديث بخاري قبل دويا. أهلا لكم صدق قبل هنا بس يا داتي بخاري صحيح بخاري بيامرس عايشة شاي يا دوي بس يا داتي. عايشة بخاري حديث دوي. ها؟ Muslimler eigentlich тешь хуё, muslimler нани eigentlich тешь хуё. Полтора Аллаха веришь? А если верю в половину Аллаха или 0.3 Аллаха, я уже или сливочный сыр? لا yok kafir yok da yok kafir yok. Yok kafir yok boş. Ay sunduğu zakiyet savuk. Ama boşa varsa. Ay sunduğu. إذا شو آخر عشو قاينت
я не верю, намаз не соблюдаю. Так как это ламаз? Я не верю, ты веришь. Но из-за того, что ты веришь в пророка, который 53 года спал с 9-летним ребенком, я же тебя не оскорбляю. Почему ты решил, что ты можешь меня оскорблять из-за того, что я не верю в твоего пророка и в твою религию? Вот С чего ты решил, что ты можешь меня оскорблять? Я тебя оскорбляю, ты оскорбляешь меня и мою религию. Где я оскорбляю твою религию? То, что я не верю в нее? Подожди, секунду, я не понял. То, что я в твою религию не верю, это называется, считается, что я оскорбляю ее? Хиласа, да, ночью. Шавига ночью. الشك تقول تاخذ ده خلهم ياخذ وخليتا سو حدينيا سو هو يجر ني بابربانو سو حدينيا وات بس دينش أبا بعرف تقول يا حاج أبا بعرف دين شول دين بقصة هلا خارج دين هلا أربع شوية ويخوما يوصل شقالا دين هلا شو ما أربع ساعات خلص أربع ساعات دين بس أربع شو أربع ساعات دين مودا أربع متاعو كنين قرآن أربع متاعو قرآن يزدينك أربع هديش أربع متاعو شادك أربع متاعو ديلتي أربع متاعو أربع مودا أخذوا يزديد سنة الله تعالى أتعقلت Delda والخوف Delda إيه أنا سيدي سكر سموات عدين أسكبلات ليش هو أسكبلات ده هو بس ديلك تيش كويس ديلك تيش كويس الدين شقال لهم صديلك هذا لو إنتك يا بعض سانشو صديلك تيشو الله يخاف تيشو أتصقيل هو ديلك تيش ولا حمد هو ديلك والشادش قال إنه بقوا ديلك لك الله هو قال شو دير وات الله مو يقول دير والله بالله طلع دير أصبر وات كايو يوم يطلع منو هذا منو قال ده منو ولا دير مو شادش قال مو دير ها دير حرمت عايز تكسر قطع ستيش قابوش شون قطع تكسر شون قطع هنز هنز допустим هنز حواها إيش إذا حكنا عايش خليتها هنز عندش خليتها كده تيش مقصة بق ولا حي دشش بق موات on عندك ما بق يواتي حون القلب اللي خاحون أحبه هنز قلب اللي سبق واتا أحبه إذا نسلو بوه ديل حول بوه دير سولو أعيرم سو غزون دير سولو شو بيرنا دوغلاس بس والله محمد دير سولو دير سولو دير سيدولا صلصون في أبوك دير سولو Sayız son şu Osman. Niye nerede beni? Nereye son sayır? جوجل يا تطولا أربع تيونا شخصية صلوا جوجل تورواج أربع أشياء ضلهم أحسن بدأت شخصية أربع ألات محمد أربع ألات يوتاقوا أربع متى يزن ديال باش ليتا إسلام دينا قرآن دلان قرآن ده بس قرآن ده ديال يا دواشتو ديال دوشتو قرآن ديك بولس ديال دواشتو ده الله دواشتو بالله بيتانا واسطة متامشي الله ديال وات وات الله هو ديال محمد ديال ده يقول قال لهم يقول أش خلام قال لهم ديال يقول ضيلا لا يا عبد الله محمد عبودي Не знаю, как все, но меня Шамиль полностью убедил, я перехожу в ислам. Я тоже. Ашаду ла иляха илляллах ва ашаду анна Мухаммада Расулуллах. Достоин, я шанс, он достоин. Достоин. Прям ощущаю, как ангел Джибриль, короче, не сходит на меня. Спасатель хренов. شو مغل هالو يا قاصتان ما شاء الله مسلم Рустам Джабраилов, задолбает меня, если позже подниму. Надо быстро поднимать. Здравствуй, Харман. Можно вопрос? Сейчас, секунду. Юсуп, ты говорить будешь? Или просто поднялся по приколу? Будешь.
Евген, это ты хотел что-то сказать? Да. Говори. Вот у меня вопрос. Я давно вас смотрю, очень нравится ваша деятельность. Вот у меня вопрос. Вот в исламе у пророка нету тени, а у Аллаха в судный день есть тень. Можете разъяснить? Ну, пророк, Почему? он как бы, Мухаммед, он как бы выше Аллаха, у него нет тени, а Аллах, он как бы сидит на троне, передвигается, там, у него есть тень, Аллах материальный. Все просто. Спасибо. Пожалуйста. Так, секунду, сейчас зачитаю. 37-й. Еще вопросы есть тут? Просто ты опять поднимаешься. Есть. Задавай вопрос. Вот я хотел спросить по поводу того, что вот ислам, говорят, антинаучная религия, да? Вот я слышал то, что там в Коране, по-моему, написано то, что вот земля плоская. Такое есть, да? Абсолютно. Конечно. Да, там Аллах распространял землю, написано. Зачем поднимать? Больше никого не поднимайте, я сам подниму, хорошо? Юсуп что-то не разговаривает. Мне интересно, вот есть еще что-нибудь такое антинаучное там в Коране? Там, полным-полно антинаучного. Как раз у меня завтра, по-моему, будут дебаты с мусульманами. Именно 4-я часть, антинаучная бред ислама, короче. У меня уже 3 части было. Видел затмение? По 6, по 7 часов. Затмение видел? Сейчас, секунду. Иншаллах, зайдем. По 6, по 7 часов, короче, у меня было 3 части дебатов на моем YouTube-канале, короче. Я выложил на нейтральную площадку против мусульман. 37-й. Сейчас осталась 4-я часть у меня. 4-я часть как раз будет вот именно антинаучный. Завтра, если получится, то вы увидите вот этот вот шедевр именно антинаучности ислама. Очень много есть в исламе антинаучного. Здравствуйте. Сейчас, секунду, Мурат, сейчас. Это 37-й. Ты видел затмение? Видел хоть раз? Не понял вопрос. Затмение Солнца и Луны видел? Наблюдал? Нет. Нет? Странно очень. Ну, затмение, не видел ты? Затмение, лунное затмение, солнечное. Удивительно очень. Видел. Ну вот Аллах говорит в Коране, что Солнце не надлежит догнать Луну, а Луну Солнце, короче. Напрямую сам можешь своими глазами видеть противоречие, даже ничего копать не надо. Да вы грязными своими мозгами не думайте, вы смотрите Коран и Сунна, все, не думайте ни о чем. Это нормально. Что общего? Думать ничего не надо, все предопределено. Да, Пармат, а что общего между наукой и исламом? О, тяжелый вопрос. В том, что они противоречат. Общее это противоречие, да. Пармат, у меня еще такой вопрос. Я помню, ты у себя в ролике говорил, то, что там пророк Мухаммад красил свои глаза какой-то вот краской, и она была вредная. С тюрьмой? Я вот смотрел в интернете, и там вот говорится то, что эта краска у него была натуральная, а то, что вот сейчас это, да, она вредная продают, эту краску. Нет, как раз таки у него она была самая, что ни на есть, вредная. Чисто природная, как она есть, со всеми его химическими элементами. Часто ее там пропускают через вот эти фильтры и так далее. Это сюрма, это не краска, сюрма. Как раз таки именно тогда она была, какой есть, они ее добывали. Так, за что? Это что за... Сейчас, секунду. Это что за золотой экземпляр? Благодарю, Эль-Кафир Ибн Разум.
Как ты относишься к Швейцарии? Как ты считаешь, подходит ли для Кавказа подробное устройство? Конфедерация, прямая демократия, сильная армия и политика невмешательства при огромном количестве этносов. Ну, я в Швейцарии не сильно разбираюсь, если честно. Ну, было бы нехорошо, было бы неплохо, если бы, как Швейцария было бы на Кавказе. В этом я согласен, однозначно. Уровень этого собеседника какой же, как того чувака, который рассказывал про эмбриологию по исламу. Антитеррор поймет. Желаю отличного эфира. Чеченцы, которые без ислама в душе отличные ребята. Благодарю за донат. Маршо Дойла, брат. Я по национальности лезгин, вышел из ислама несколько лет назад, но я обнаружил, что не могу найти себе жену среди лезгинок и других уроженок Северного Кавказа. Что можно сделать? Искать, брат, искать. Искать. Найдешь. ПС, хочу выразить тебе, Вендетте и Геймеру огромную благодарность. Спросил Геймера, как он вышел из ислама. Спасибо за заранее рассказанный за рассказ. Пармат, посмотри, пожалуйста, видео с Мариарти, название «Кто создал Бога?» Спасибо, смотрел я. Спасибо за донат. Геймер, расскажи. Тут уже вопросы про платный контент идет, короче. Пармат, сова усрез, вопрос хла. Как говорю, Давай, отвечай. Давай. Геймер, расскажешь ты про как вышел из ислама? Ну, я же говорю, это платный контент. Организуем как-то с Вендеттой. Пускай сперва задонатит нормально. На 100 рублей, на 5 евро не соглашаются. Да какой там 5 евро? Нормальную сумму там поставьте. Рустамов, говорить будешь? Благодарю. За подарок. Здравствуйте. У меня вопрос. Вы совсем не верите, да, к Корану, как я понял? Да. Там нету, да, вообще никакой аят, который вам как бы понравился или... Ну, там может быть, есть аяты, которые мне понравились, там обычные жизненные. Как правило, там, если что-то доброе находил я, это все оказывалось отмененным. Более поздними аятами, которые призываются там жестить, отрубать руки, ноги, пальцы, конечности, наводить ужас, то есть террор на неверующих и так далее. Можно мне тоже вопрос задать? Нет, не можно, сейчас уже другие. Ладно, я пойду, мне больше нечего сказать. Пожалуйста. Пожалуйста, пока. До свидания. Можно, задавай вопросы, я пошутил. Юсуп. Зачем Аллах уничтожил всех динозавров? Чем они согрешили? О, это тяжелый вопрос, братан. Тяжелый вопрос. Наверное, в туалет там ходили неправильно. Камнями не подтирались. Руки не доходили до попы. Камнями 3 подтираться, чтобы. Полагаю, так. А как иначе? Или из-за того, что у них верблюдов не было, мочу пить? Ну да, тоже такое. Так. Рустам Джабраилов, Маршуа, ходи свободно, приветствую, со своими важными мировыми вопросами. Приветствую, Пармат. Пармат, смотри, вот эта война показала, да, которая сейчас идет, вот, Иран, Израиль, США. И сколько фейков ты видишь, да, сейчас делают, генерируют через дни, где-то, что Иран побеждает, заметил? Нет. Видишь это? Нет. Все ленты забиты, так, тут заложников взяли американцев, израильтян. И я смотрю уровень наших людей в наших республиках.
Так люди верят. Подумай, если сейчас, в 2026 году, молодые люди верят в вот эти басни, что Иран побеждает, как тогда выбить с их голов ислам, если они и в видео верят почти все? Ну и это же новый шейхуль ислам. Я же говорил. Так нет, там видео фейки, понимаешь? Успехи Ирана, такие там ракетные атаки, такие там взрывы, такие там все, наступает Иран, Иран берет заложников американцев. Уже 3 раза умер Нетаньяху. Все, альхамдулилля, все, победа будет. Иран полностью проигрывает эту войну, но люди все равно на стороне Ирана и думают, Иран побеждает. Ну что поделать? Все наши республики, люди у нас... Полностью все. Все абсолютно. Ну Все сколько до ты дашь единого. процентов? Ну сколько? Я там здравый комментарий практически не вижу. Из 100 комментариев один напишет, вы что, это фейк? Нормально. 100 комментариев один только нормальный. К сожалению, это к большому сожалению. Чтобы человек оставил ислам, ему достаточно начать читать Коран с переводом на его языке. Нет, здесь говорится о том, что доверчивые люди все-таки наш народ. Мы же все, в принципе, близкие по ментальности, но вот такие вот доверчивые. Потому что слепо верят, не проверяют, ничего не смотрят. Слепо верят, они предпочитают верить чужому мнению, не боятся своего мнения. Я думал, ты... Поднялся у тебя у кого вопросы есть конкретно? Сейчас человек задаст вопрос, по очереди зададите Попозже вопросы. еще будут вопросы, чуть попозже еще будут вопросы. Сейчас я с машины выйду. Хорошо, тогда это дубль, вы как-то задавай, если вопрос есть. Сейчас, секунду. Я про динозавров слышал, там один проповедник говорил, что это бред и никаких динозавров не было. А в музее это все статуи шайтана. Удачи завтра на дебатах. Благодарю вас. Парах, по-братски, перепиши шахаду. Ты обязательно должно быть, там обязательно должно быть Алло 29, закрой хлеборезку, за конюрт высылайте бригаду, Сабар где и Амон где, Арматулла и Ваварикату и Виндетта Расулулла тогда приму. Благодарю за донат. Добрый вечер. Я поинтересовался и нашел, что самые популярные имена мальчиков в Чечне имеют арабские корни. А называют ли чеченцы доисламскими именами мальчиков? Ну, наверное, там есть, где-то 1% может быть называют. 1%. Это Аллах твой. Аллах. У меня вопрос есть, если можно задам. Да, можно задавать. Вот вы недавно говорили про то, что вот, Луна не догоняет Солнце, Солнце не догоняет Луну. Там, это же в Коране написано, да? Да. А какие еще есть такие... много, там Аллах, в космос никому подняться. Самые популярные Врата имена небесные не мальчиков в Чечне открыл. имеет Аллах арабские никому не позволил в небо подняться. А люди в космос летают. А это в каком? Земля на спине кита находится. Это в Коране Солнце написано, ложится да? в земную мутность, да, 68 сура 1 аят. Если сомневаешься, там какие-то толкователи сказали, нет, это трость, то-то, берешь 21 суру, 87 аят, тот, как Юнуса проглотил, тот же короче. Если, получается, мы берем трость, Юнуса трость проглотила, что ли, я не могу понять, это что за бред получается тогда. Так что, короче, Ибн Касир тут вообще полностью прав. Много чего, солнце ложится в земной источник, короче, мутный источник. 28 сура, да. Какой аят? Аллах побивает звезды, короче, звездами шайтанов. Мы украсили ближайшее небо светильниками для побивания шайтанов. Да, там много чего есть. Там Аллах клянется падающей звездой, утренней зарой, короче, да без конца всего. Что ты хочешь? Самое мощное то, что Солнце вокруг Земли вращается.
самое мощное. Если для образованных вот это подкинуть, у них мозг взрывается, как солнце вращается. Земля же вращается вокруг солнца. Противоречие, вот тебе так скажу, сейчас я ему сейчас дублю его. Противоречие весь Коран. Любой аят берешь, находишь по-любому другой аят противоречит ему. 100%. Любому аяту. Здесь не противоречие, здесь о том, что наука противоречит. Земля как да не малая... то, что сам себе, Коран. Нет, сам себе. Смотри, берешь в одном аяте, Аллах говорит, каждый несет свое бремя, только в судный день ответит за свои грехи. Берешь второй аят, он говорит, каждый человек ответит за свои грехи и за грехи того, кого ввел в заблуждение. Берешь третий аят, Аллах говорит, никто не может никого ввести в заблуждение и наставить на истинный путь, только Аллах это может делать. Тут тройное противоречие, понимаешь? Тут в каждом аяте ты можешь найти другой аят, который противоречит одному. Это без конца так. В любом аяте. Просто берешь аят и ищешь ему противоречие. Есть это, понимаешь, в самом Коране. Ну, здесь они будут, здесь найдут они ходы-выходы, форточки, там, аллегории и так далее. Они найдут, ничего не найдут. Я сколько их прошу, любой аят приводите, я найду противоречие. Они, у них подгорает сразу. Есть, любому аяту есть противоречие. Аллах способен на всякую дичь. Мне более интересно, как объясняют они, что Солнце вокруг Земли вращается. Это невозможно же физически. Это пускай вращается, но это одно тут. А как он окунается в земной источник, я не могу понять. Который тысячи раз превышает Землю. Понимаешь, по объему. Как оно может окунуться в земной источник? Вот это я не могу понять. Когда на Карибское море под воду уходит, потом с другой стороны выходит. Да, нет, Зулькарнайн дошел до одного места, увидел, как он ложится в мутный источник. Дошел до другого места, увидит, как он оттуда уходит, получается. До одного края земли дошел, где он ложится, а другой край дошел, увидел, где он поднимается. Короче, плоская земля. Еще интересный момент. Формат на связи или намаз пошел? На намаз Добрый вечер. Нет, формат Я намаз. поинтересовался и нашел, что самые популярные имена мальчиков в Чечне Намаз имеют пропускать арабские нельзя, имена. намаз вовремя А надо называют ли чеченцы это исламскими именами? Вендетта, весцело, халатти, уэлла, перезарядки, шумят. Сейчас, когда на формат придет, один интересный вопрос есть. Хорошо. Так, Рустам, салам алейкум. Рустам, салам алейкум. Включай микрофон, Рустам. Алло. Будешь говорить, Рустам? Или спускай? Сейчас, секунду, 2 минуты, пожалуйста. Подготавливаешься, бисмилля. Или намаз доделываешь, да? Да, намаз делать по форматам вести. Все. Если внизу есть мусульмане, поднимайте руки. Не мусульмане, смысла нету, не подниму. Как говорится, садар кончается, азаб начинается, короче. Мусульман только поднимаю. Вендетта, ты где там? Ты что, еще намаз не закончил? Ты сунну намаз, наверное, совершаешь. А когда последний раз намаз совершил? Тебя не слышно. Когда последний раз намаз совершал? Последний раз. Да, честно, дату не записал. Надо в календаре где-то посмотреть, как-то где-то вспомнить, не знаю. Тебя плохо слышно. Вендетта, весела. Тебя очень плохо слышно. Я не знаю, Рустам, у тебя где этот телефон? Ты, наверное, его в этой машине забыл, домой поднялся. Сейчас нормально, сейчас я сделаю. Сейчас так же. Спустись, забери с машины телефон. Короче, а то не слышно, братан.
Есть еще тут мусульманс есть? Магомед. Эдуард, ты не мусульманин, да? Внизу пишите, кто мусульманин. Через 10 минут, как только начнется работа. Ты специально ждешь, чтобы Хармат пришел его перебить, да, Вендетта? Валса, быстрее давай говори, пока есть возможность. Это твой голос хотят услышать. Я сейчас, Вендетта, это я самый, короче. Я сейчас с второго телефона зайду, сейчас отвечу вам. Добрый вечер, пацаны. Я не мусульманин, я сейчас место освобожу. У меня просто будет один вопрос к Пархмату. Ага, хорошо, хорошо. Сейчас придет Пархмат. Еще есть у вас какие-то сейчас, я этого сварок поднимем. Мусульмане, а нет, не блин. Грязный кафир поднял. Сварк, какой вопрос? У меня не вопрос, я поздравить хотел с завершением, со скорым окончанием поста. Да, еще рано, братан, еще сколько там, дней 5 как минимум, мне кажется, осталось, да? Сколько там осталось? Да, 5-6 дней. Я просто потом не успею. Да не, слишком торопишься. Ты до реки, до воды еще не дошел, уже разделся. Так не работает, братан. Вы в последний день будете делать стрим в честь завершения священного? Иншаллах. Ладно. Тогда спускай меня, тогда мне нечего сказать. Хорошо. Так. Матео, медики, если не мусульман, сразу спускаю, сходу спускаю. Матео. Мусульманин? 3, 0. Короче. Тут вам не бесплатный проезд. Магомед, мусульманин? Салам алейкум. Салам алейкум. Кайфуешь? Зачем ты по-чеченски задаешь? Салам алейкум. Сейчас, кайфуешь? Алейкум, я ахи. Привет всем. Кайфуешь? Алейкум, я ахи. Передайте полностью донат Вендетте за его вокальные способности. Ни одного рубля я ему не дал, ни одной копейки. Благодарю за донат. Нет, очереди тогда подождешь сейчас. Рустам будет первым на очереди, он давно ждет. Да. И Ари тоже ждет. Потом. Да, спасибо. Меня слышно, Океснин? Слышно меня? Лена, спасибо. Слышно. Аллаха. Что так быстро прошел? Иисуса, Аллаха, Мухаммеда. Будда един, Будда. Он един. Рустам, у тебя нормальный вопрос есть? Да, короче, смотрите, существует. Да что ты, черт побери, такое несешь? Рустам, до свидания. До тебя, Аллах, Леон. Ари, Леон, благодарю за Вечер, Пархмат. Спасибо. У меня к тебе вопрос. Первое, дай Бог тебе здоровья. Второе, слово «джаханам» — это вообще не арабское, а ивритское «геном». Они даже это свистнули у евреев. Так же, как и «садака» и «цедака». Ну ладно, вопрос. Насколько ты считаешь легитимная теория, что, например, чеченский народ — потомки хазаров? Ну, хазары — это тюрки. Как по истории мы знаем. Верхушка была там, приняла иудаизм. Какое отношение мы к тюркам имеем? Мы Просто вообще, можно сказать, ты со сам своим языком. можно это спросить.
Да, со своим языком мы, можно сказать, вообще самый первобытный. Он, когда люди еще говорить на языке не умели, там жестами разговаривали и передавали звучание, то есть звукоподражательный языком общались. Вот с тех времен вот на этой основе у нас язык вообще. Ни на кого он не похож, у всех он переформатировался, римлянизировался, эллинизировался. А у нас как бы в будущем мы просто в изоляции в горах, да, в горных ущельях, сохранили этот язык. Ну, каким образом мы можем быть потомками хазар? Понял, благодарю. Пожалуйста. Итак, всего хорошего, ребята. Я уступлю место другим. Тебе тоже, тебе тоже. Армат. Седра Сарук Ханьян. По воле Всевышнего этот донат идет 50 на 50 Виндетте и Армату. Армат, надо делать интервью. Виндетта, как связаться с вашим продюсером? Мне нужен вокал на свадьбу. Я же сказал, вы можете там 50 на 50, все что угодно, я вам прямо сразу скажу. Я ни одного цента ему все равно не передам. Так, спасибо за донат. Отправляйте Виндетте. Хотите Виндетте задонатить, мне отправляйте. Я все равно ему не передам. Да, за него потрачу. Формат, смотри. Вот Адам был, да? Адам и Ева. Не факт. Они были... Нет, подожди, по исламу. Вот Адам и Ева, они были посланы, они были первые существа человекоподобные, или были примитивные существа, с которыми они размножались? Это важный вопрос. Очень многие мусульмане говорят... Очень важный вопрос, я всегда знаю, от тебя всегда самый важный, очень важный. Ну реально, это не поднимался еще. Вот они размножались сами, получается, их дети тоже между собой размножались. Или они размножались с примитивными существами, которые на тот момент были. Мусульмане... Нет, говорят, что... они отвечают, у христиан я в основном слышал этот ответ. Они отвечают, что тогда как бы гены наши еще, они в этом случае используют науку, говорят, что гены наши еще не были загажены. Ну, от инцеста дети уродами рождаются, потому что гены как бы содержат какие-то мутации. И когда чем ближе родственники спариваются, эти спящие гены имеют, короче, шанс большой возбудиться. И от этого уроды рождаются. А тогда, они говорят, гены были чистыми, еще эти мутации эти не набрались, и как бы, ну, между собойчик, короче. Шпили-вили, чари-мари. Не христианство, ислам, что это надо? Ислам вообще никогда не говорит, ислам там, они говорят, у него было 2 сына, короче, ну. Потом спрашивают, там, они придумали тарихов, что у них были двойняшки, типа, и именно вот эти двойняшки, короче, мужчина-девушка, мужчина-девушка, то есть мальчик-девочка, мальчик-девочка, и вот они, короче, шпили-вили, шаривары, короче, и так люди произошли, короче. Примерно где это зародилась жизнь по исламу? В Африке? Откуда пошло? Нет, все пошло с Мекки, самый древний город, братан. Первый город на земле. Первые люди, значит, арабы, что ли? Нет, арабы произошли от якобы Измаила. Ну, когда один еврей, короче, одну наложницу шпили-вили шаривары, египтянку, от еврея и египтянки родился араб. От рабыни, египтянки и еврея Авраама произошли арабы. Господи. Господи. Если сегодня какой-то еврей возьмет египтянку и шпили-вили шаривары, она родит араба. Значит, арабы произошли от еврея, ну? Ладно. А получается, первый пророк был Адам, а второй тогда какой был пророк? Кто был второй пророк, именно по счету второй, который уже начал давать делать? По-моему, после него Ной у мусульман.
если не ошибаюсь. Там есть еще Салих, Шуайб, которые к народам Ад и Самуд были отправлены. Ну вот Но, по по-моему, исламу после сколько, Адама Ной. по исламу сколько лет человечеству? В христианстве типа 5000 лет. А по исламу сколько человечеству лет? По исламу такого нету, там столько лет. Ну это основополагающий вопрос же. Сколько человечеству, когда зародилось человечество? Хотя Почему бы лет? примерно. Ну, лет это вообще, это мы сами люди придумали там лет. Год, года, месяц, это все как бы мы изобрели. Такого не было, лета, года по исламу, там, по этой мифологии. Салам алейкум. Подождите, важный вопрос. Ислам признает вот эти, получается, эры, эра Водолея, эра там Скорпиона, вот эти каждый. Ислам Ты уже признает с это ума эры? сходишь. Нет, подожди, формат. Тебе надо чуть-чуть отойти от всего этого и отдохнуть чуть-чуть. Нет, Я серьезно. смотри. Христианство, да ты же смотрел «Дух времени». Христианство признает эры, когда получается, в какое созвездие Земля направляется. В каком созвездии мы сейчас находимся? Сейчас эра Водолея. Ислам признает ли это? Нет. Какой-то... Ислам вообще не знает, что значит эра. Меня слышно? Да. Можно вопрос задать? Я раньше был. Задай, брат, уступаю. Пускай задаст. Душу сейчас. Бхармат, ты веришь в авраамические религии, в какие-нибудь? Не в ислам, но, понятно, не веришь, но в христианство или там? Тебе не кажется, что вот, там, допустим, Аль-Акса, мечеть была недавно, там ракета попала, вот что это все как слишком совпадает с какими-то там пророчествами из там, христианства, иудаизма, ислама? Ракета попала в Аль-Акса, какое пророчество? Ну, рядом, что... рядом попало. Не, ну, там боевые действия рядом происходят. Кто знает, может попадет. Вообще, в целом, картина тебе не кажется, что слишком, ну, совпадает? Ну, смотри, когда, например, Мухаммед сказал, не наступит судный час, пока мусульмане не уничтожат евреев так, что даже камень будет кричать: иди сюда, мусульманин, за мной. Еврей спрятался, и мусульмане будут вытаскивать и убивать его. То есть, если он это заложил, как ты думаешь, мусульмане всю историю будут об этом мечтать? Если даже не мечтать, верить в это и вообще, скажем так, свой гавах свою энергию, свое внимание на этом зацикливать, свои фантазии строить. Мысли-то они имеют свойство воплощаться, реализовываться. А если Мухаммед это не сказал бы, то такие происходили бы такие вещи. То есть эти люди построили себе матрицу и живут в этой матрице. Естественно, там матрица будет поэтому и действовать. По тем меркам, которые, по тем законам и меркам, и аналитике, и прогнозам, которые уже заранее в эту матрицу заложены. Если пока они в ней живут. Даже если не по исламу, но по христианству или по иудаизму. У них это как-то, ну, воплощается, допустим, там создание Израиля тоже, типа, как через там, когда Римская империя разрушила храм второй, то там, через 2000 лет они все равно снова создали город. Ну, у них это воплощается, тебе не кажется, так? Мысли, воплощается, и что из этого? Эти люди, просто знаешь, в чем разница? Когда евреи что-то делают, вокруг этого очень много конспирологии, теорий. То есть люди воспринимают вот это, связанное с евреем, очень остро. К этому испытывают, скажем так, такое восприятие такое, очень внимательное. Например, когда в Турции тюркские кочевники захватили, сельджуки уже, захватили Византию, Константинополь, переименовали на Стамбул, развели там турецкий народ.
И в итоге византийский самый священный, святая святых, византийский храм Айя София, церковь, превратили в мечеть. Что сказал Эрдоган? Наша земля, что хотим, то и делаем. Никто не устроил каких-то там мировых пророчеств, конспирология, там еще какие-то пророчества исполнения, бла-бла-бла. Никто об этом никто даже не заметил, наверное, кроме меня. А когда евреи на своей земле свою землю вернули, там через 1000 лет, да, мечтали об этом, потому что изначально у них было религиозно так заложено. Если мы, чеченцы, сегодня заложим себе религию, такую жесткую, национальную, и все разом в согласии уверуем в эту религию, и заложим там, что весь Кавказ там, это наша родина, Аллах дал нам, короче, через 2000 лет мы ее, короче, будем на Кавказе, там, Кавказская республика и все дела, короче. И будем в это верить и действовать, каждую копейку вкладывать на это 2000 лет. В итоге через 2000 лет мы получим это? Конечно, получим, потому что рядом у людей этого нету. Рядом люди там волнуются только досрать, да поспать, короче. Что завтра покушать, работа, где работу найти. Им до этого, короче, далеко. Они об этом не будут думать. А мы будем копить и действовать в этом направлении 2000 лет. Потому что это наша мечта, это наша родина. Мы это любим. Мы верим в нашего Бога, там, национальную религию. Уважаем свою культуру, готовы, короче, весь мир в куски разнести, чтобы у нашего народа было место под солнцем. То есть, по моему мнению, если это идеология, если вокруг этой идеологии есть люди, которые готовы собраться, ну, умные такие, да, здравомыслящие, то в этом нету никаких проблем. Вот они у себя, что, храм не могут свой построить? Прикинь, на своей земле, короче, они не могут никак этот храм построить. У них прямо, ну, где их храм должен был быть, и где был, стоит, ну, религиозный объект вражеского государства, которое вырезало их, унижало их. Третий рейх, еще раз повторяю, Третий рейх это вообще цветочки по сравнению с тем, как унижали евреев в халифате. Те же самые отличительные знаки, которые евреи носили в Третьем рейхе, это вообще ничего. Это придумали мусульмане. Отличительные знаки для иудеев и христиан. Им не разрешали ездить верхом на лошади, на осле только на муле. 2 ноги должны были с одной стороны. Не разрешали строить свои храмы новые, ремонтировать те, что есть, если они повредились. И так далее. Так, при любом удобном случае вырезали их. То есть, а у них в честь этого стоит на их месте храм. Они что, не могут его разобрать? Я не знаю, все эти подкопы, там, типа евреи строить. Ну, конечно, им тяжело, там, пропаганда, левые, бла-бла-бла, против врагов очень много. Притом враги очень, зачастую очень тупые, глупые. 99% это абсолютно безграмотные оболтусы, которых, как в фильме... Вот, разве не они, что ли? Что? Левые разве не они, что ли? Ну, те, кто над левыми, точнее. Ну, не только, ну, они это, опять же, они это кто? Евреи это как народ, они же разные, там есть и подлецы, есть левые, есть правые. Есть плохие, есть нормальные, есть ваххабиты свои. Ну, есть конченые люди, абсолютно, да. Как у всех. Приветствую. Левые не только евреи, есть и не евреи левые. Слышно меня? То есть, если вы, в моем понимании, эту мечеть просто разобрал и построил свой храм, как бы, ну. Меня слышно? Наконец-таки 3000-летняя мечта, там, 2000-летняя, она свершилась, исполнилась. Национальная то есть не верю. Я понял тебя, Раим. Но ты не веришь во второе пришествие, да, получается? Меня слышно? Нет, слышно. Можно вопрос задать? Ну, мы же разговариваем.
Ты же не можешь, ты можешь подождать? Мы сейчас договорим, и ты можешь задать вопрос, хорошо? Хорошо. Но если чисто теоретически, примерно чисто теоретически, если бы ты бы увидел там какое-то второе пришествие, реально есть доказательства, то ты бы поменял бы свой вообще, ну, Нет, абсолютно, потому что отношение? сегодня второе пришествие или еще что-то можно очень легко и просто устроить. Ну, второе пришествие, пришел, и что, ну, еду он мне даст, детей он моих прокормит, на завтра пищу он мне достанет. Мне-то что, пришел он, ушел он, меня это вообще не волнует, меня волнует только моя семья и чем она будет завтра питаться. Или мой народ, Это или будет мои как родственники. Ну, я имею в виду как доказательство, что какая-то зелегия Доказательство на что? На то, что там христианство там увидишь... правда? Или ислам правда? Ну, примерно, да. Ну, правда, и что? Мне-то что? Мне абсолютно это, даже мне это не интересно абсолютно, правда это или неправда это. Я все, что мне нужно, изучил, все для себя вооружился, понял, что это полнейший бред, и чтобы они там не извели, там Иисус свиней не уничтожал, там, чтобы они там не строили, не устраивали. Меня абсолютно это ни в коем случае туда не повернет. Значит, и загробная жизнь тогда будет правдой, то есть ты не думаешь, что это может как-то... Нет, не думаю. Этот бред однозначно никакого отношения к правде не имеет. Если есть на земле ложь, то это Коран и Ислам. Самое, что ни на есть ложь. Бредятина полнейшая. Прямая речь Бога, которая в 3 разных местах, любое... Все события, которые в Коране описываются, они в трех версиях постоянно описываются, или в 2 версиях. И постоянно по-разному. Прямая речь Аллаха, который не спасал эту книгу, постоянно по-разному. Видно, что несколько авторов нацарапали эту книжку, притом на примитивном уровне. То есть, какой правда, какой... Ну, Иисус, типа, второе пришествие будет. Ну, я буду искать другие причины, другие доказательства. Что это, как это устроено. Мне никогда не придет в голову, что ислам правда, вот Иисус пришел. Я посмотрю, как это сделали. Опять же, пойду смотреть за кулисы. Пока бараны будут смотреть и, скажем так, изумляться, я буду искать ход за кулисы. Понял тебя. Но это вероятность есть, что там они этот концерт будут устраивать. Но пока что, думаю, все-таки рано. Народ еще не отупел. Не настолько сильно отупел еще. Если ядеркой там побомбануть по Европе, самые цивилизованные, развитые нации, как бы стереть, это еще в том случае, если вот эта миграция у них по расчету не выйдет быстро уничтожить белую расу. И они, в конце концов, давайте, короче, ядеркой добьем их и уничтожим. И Китай, и туда-сюда, короче. То, вероятно, тогда там какой-то Машиах, второе пришествие Иисуса, Масиха, Иси, алейхиссалям, что-то у них получится. Не знаю. Возможно, они это могут устраивать там. Пока что Сейчас миграция можно хорошо вопрос? справляется. Да, миграция хорошо справляется. Да. Можно, давай. Вот ответь, пожалуйста, вот ты в каком-то видео сказал, где-то в Коране ты нашел 115-ю суру. Так и ты там никому не ответил. Где ты нашел эту 115-ю суру? Это был прикол, чувак. Все, понял. Вопросов нет больше. Можно тоже вопрос задать? Можно. Ты до этого рассказывал историю про то, что пророк женился на приемного сына, да? Жене, своей двоюродной сестре. А где эта история? Это кто ее передает? Это хадис или что это?
Ну, это есть... Это есть в Коране, что когда Заид переспал с ней, мы женили тебя на ней, короче. Ну, когда Заид удовлетворил с ней свое желание, нет, это прямой аят. Когда Заид удовлетворил с ней свое желание, мы женили тебя на ней. Какой-то аят, подскажи, пожалуйста. Чтобы у верующих людей не было стеснения по отношению к женам своих приемных сыновей. Какой аят номер, да? Да. Сура 33, аят 37. Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость, и ты сам оказал милость. Копкал Зейду, сыну Харисы. Удержи свою жену при себе и побойся Аллаха. Ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделает явным. Что это он скрыл в своей душе? То есть, по контексту мы видим, что он возжелал жену своего сына приемного. Там же толкование есть, не свое толкование, а именно... Да, можешь прочитать там толкование, попытку оправдываться, там то же самое, что я говорю. Что Аллах ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделает явным. И ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает того, чтобы ты опасался Его. Когда же Заид удовлетворил с ней свое желание, мы женили тебя на ней, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей, после того, как те удовлетворят с ними свое желание. Веление Аллаха обязательно исполняется. А вот эта история, то, что он зашел, там полуголый увидел или что-то, это тоже в Тафсире написано или где? Это в тарихах и тафсирах. Полуголый увидел это, я не знаю, я не читал это, я передаю со слов.